Сегодняшняя конференция посвящена жизни Степана Васильевича Васильева, который трудился и творил будущее не только в республике, но и страны в целом. Вместе с представителями якутской советской интеллигенции Максимом Амосовым, Платоном Аюнским, Степаном Аржаковым, Исидором Бараховым и многими другими. Дорогие участники конференции, вашему вниманию представляем показ видеоролика о жизни и деятельности Степана Васильева. В Республике Саха 2022 год особенный, торжественно ответственный. Нынче исполняется 100 лет со дня образования Якутской АССР. За вековую историю республики были победы, становление государственности, горечь потерь, трагедия в годы страшной войны, восстановление народного хозяйства, дальнейшее развитие, укрепление государственности, и результатом можно считать сегодняшний день. Расцвет республики, развитие экономики, прочную позицию, уверенность в завтрашнем дне. Между тем, мы обязаны помнить, чтить имена тех, кто стоял у самых истоков становления государственности молодой республики, кто, не жалея себя, сил, здоровья, находясь в царских застенках, если надо, беря в руки оружие, пламенным словом и делом добился своего, не отступил, не отказался от своих идей. Нюрбинский район гордится славным сыном своей земли, выдающимся государственным, политическим и профсоюзным деятелем Степаном Васильевичем Васильевым. 100 лет назад лучшие сыны своей родины по воле судьбы оказались вместе, загорелись одной идеей. О них сегодня говорят искрометный организаторский талант Максима Амосова и уравновешенный аналитический ум Исидора Барахова, образный склад мышления Платона Аюнского и дальновидный практический ум Степана Аржакова, спокойная рассудительность Степана Васильева в их совместной работе напоминала хорошо слаженный оркестр. Это были удивительно целеустремленные и прекрасные люди, настоящие борцы, славные сыны якутского народа. Степан Васильевич Васильев родился в 1896 году в местности Гнездо Орла, Тойон-Уета, первого бордонского наследника Нюрбинского улуса в семье бедняка. Будучи ребенком, Степан Васильев ничем не отличался от своих сверстников, помогал родителям, играл, шалил, но была у него одна отличительная черта – исключительная тяга к знаниям и неприятие несправедливости во всех ее проявлениях. В дальнейшие годы Степан Васильев обучается в Нюрбинском двухклассном училище, далее продолжает обучение в Якутской учительской семинарии, и наверняка в это же время у молодого человека, патриота, зарождаются мысли о свержении самодержавия, свободомыслия, видения своей родины в будущем. 1915 года Степан Васильев четко осознает свое предначертание и прочно связывает свою жизнь с партией большевиков. После колчаковской реакции он был арестован, содержался в иркутской тюрьме, освободившись, избирается членом Иркутского губернского бюро РКСМ. Молодой яркий представитель нового поколения с головой окунается в организационную работу новой советской власти. Председатель Якутского губернского бюро РКСМ, заведующий отделом пропаганды и агитации Губбюро РКПБ, член Якутского губревкома РКПБ, член Губревкома. Степан Васильев является одним из организаторов комсомола в Иркутске и Якутии. С 1921 по 1922 годы слушатель Коммунистического университета имени Якова Светлого в городе Москва. Следующим этапом жизни Степана Васильевича Васильева, раскрывающего его как большого государственного руководителя, надо считать работу в Алданском районе, представителем от якутского правительства, где Степан Васильев показал себя как исключительно принципиальный, талантливый руководитель, незаурядный организатор, когда в тяжелейших условиях того времени он смог организовать добычу золота в стране, урегулировать финансовые вопросы с центром в вопросе реорганизации якутзолота во всесоюзный трест. 1925 по 1928 годы исполняющий обязанности председателя Совета народных комиссаров Якутской АССР, член бюро обкома партии. Степана Васильева после мятежа конфедералистов в Якутии, его подавления как защитника интересов республики и одного из видных руководителей отзывают в Москву. С 1928 по 1939 годы занимал посты члена партийной коллегии Центральной контрольной комиссии ВКПБ,
город Москва, руководителя группы цветных металлов Наркомата рабоче-крестьянской инспекции СССР, председателя ЦК Союза рабочих добычи и обработки цветных металлов, был членом КПК при ЦК ВКПБ, руководителя группы тяжелой промышленности, директора 2-го авторемонтного завода города Москвы. К сожалению, 30-е годы вошли, оставили в истории свой печальный след. В жизнь народа прочно вошли слова «арест», «изменник Родины». Не обошлась сия участь и Степана Васильева, яркого представителя народа Саха, руководителя, который мог бы сделать для своей страны еще очень и очень много. 6 ноября 1939 года Степан Васильев был арестован органами НКВД, приговорен к лишению свободы. Содержался в лагерях в невыносимых условиях, но не уступал, не предавал свою веру, идею, верил в торжество справедливости. Находясь в Лефортовской тюрьме, Степан Васильев писал: «Пожелаю моей великой Родине, Союзу Советов, дальнейшего расцвета, ибо за укрепление ее оборонной, экономической и культурной мощи я отдал 23 года честного труда своей жизни. Пожелаю народам великой моей Родины радостной, веселой, счастливой, богатой жизни. С выражением недоумения буду считать, что моя жизнь оборвана из-за ошибок отдельных товарищей в полном рассвете сил». Из письма Степана Васильева наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии от 11 марта 1941 года. Умер в лагере поселка Канин-Нос Коми СССР в 1943 году. Никакая туча не сможет навсегда закрыть, затмить солнце, так и светлое, честное имя Степана Васильевича Васильева не смогла запятнать клевета. Имя Степана Васильева реабилитировано военной коллегией Верховного суда СССР 10 августа 1956 года. Гордимся, чтим, равняемся на славного сына своего народа Степана Васильева. Слово для приветствия предоставляется Сергею Васильевичу Местникову, заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия. Өте күннен дектавуллах бүлі юрба намылуын жалтата үйінгі үріләхтерәңген ұрлан кәлбет әдікманы өлжеттар. Әгіне барғытын Саха биру құлычулақ государственной, общественной, политической деятеля Степан Васильевич Васильев юбилейда сүшіпепе сағын белетер торжественной униғарылығынан онна Саха Республикатын автономиятын белетер сүз сыллаға юбилейдақ қылбытынан Республика Илдарханын атыттан онда правительствотын аттан едектісіндегі аңырда ебін көміне. Годы трудового пути Степана Васильевича пришлись в эпоху бурных и суровых перемен, судьбоносных для народов революции, гражданских войн, в период становления новой государственности в стране. Добившись в 1922 году статуса автономной республики для Якутской области, молодые якутские лидеры достойно отстаивали национальные государственные интересы родного Северного края. Действительно, это были молодые руководители, лидеры Якутии, им было по 20 лет, по 25-30 лет, которые стояли у истоков государства нашей республики. Мы до сих пор восхищаемся их смелостью, решительностью, масштабами организаторской способности, дальновидностью, глубиной знания, стремлением к развитию во благо процветания и развития народа и улучшения жизни населения всей республики. Как профсоюзный лидер он всегда отстаивал интересы работников золотодобывающей промышленности. Все его предложения были не только рассмотрены, но и поддержаны постановлением Политбюро ЦК партии и Совета народных комиссаров. Действующая в настоящее время государственная программа обеспечения профессиональными кадрами отраслей экономики, подготовки местных инженерных кадров уходит глубокими корнями в период деятельности Васильева. Он еще тогда рассматривал этот вопрос в качестве обязательного условия для эффективного развития золотодобывающей промышленности. Слова Степана Васильевича сегодня актуальны как никогда. Золото – основной язык, на котором можно говорить на международном рынке. Сегодня достижения республики в сфере золотодобычи известны во всем мире.
отдавая дань памяти Степану Васильеву, связывая эту отрасль, мы с его именем следует сказать, что по итогам 2020 года добыча золота в нашей республике достигла своего исторического максимума. 39,8 тысяч тонн. На 798 месторождениях осуществляет свою деятельность 70 золотодобывающих предприятий, где трудится 13 тысяч человек. Начиная с 2017 года по объемам золотодобычи республика входит в тройку лидеров среди субъектов Российской Федерации. Он посвятил свою жизнь борьбе за развитие, процветание, за лучшее будущее будущего поколения. Күнді атықтабылақ бүгінгі тірәйін кіттілақтыра бұл манна чоғылан әдір етчат студияна кәрін олар ғыд. Онына егеге кәккәға тегер ұманны қырдатар үлі бейге ұлычылақ республика бұд. Көбілгетін төлітті специалиятчылар олықтыра үлілері қамнастырын тұғынан кең ғылағаннақ үлілерін тұғынан егеге білен, істен, үретен Тағатықтақат бұл Степан Васильевич олығын тұғынан Юрбал ұға республика жағалтата енеке кәндекемдерге кең үлені ұттылар. Ол күрдік кене ата Юрбал ұғын, Юрбак оратын кейін ұлысыта аттамыта алттан жүгісі қораттырын ұлысылар аттақтар. Юрбал ұғы ғораскола Малыкайка музей арылдан үлітіралдар. Ол әрін бігеге сүрін сылғы сұрып бұттен Белинге көлінеттен ұраты инники үйнер көліне бұл ұғылычылақ бейгі государство түріттеспет халаячылар бұл тұстарынан білен тарағатан көлінеттен көлінеға тередей болыр. Ол болар егеге сүрін сылғы сұрып күт, өләғет, өрәққет сүрін сылы. Онан өсі түгіл Сақар өскетін провисін аттан бұл бүгінгі бүріләқ түбінен әғаділен тұрамын бағырам еті еға сетихіне, сайдыны, Сақа херін историятын, культуратын, Норокут байын курдук Харыстан, никиттен ике терепте фрунден бағана өтеді. Спасибо, Сергей Васильевич. Как было сказано, Степан Васильев стоял у истоков формирования профсоюзного движения в стране. Разрешите зачитать приветствие председателя Центрального совета Горно-металлургического профсоюза России Безымянных Алексея Алексеевича. Уважаемые участники научно-практической конференции, уважаемые земляки Степана Васильевича, разрешите от имени Горно-металлургического профсоюза России приветствовать вас и поблагодарить за подготовку и проведение конференции, посвященной Степану Васильеву, видному государственному и общественно-политическому деятелю, а также первому председателю Центрального комитета профсоюза рабочих добычи и обработки цветных металлов и золота. Степан Васильевич Васильев является одним из первых руководителей и организаторов профсоюзного движения металлургической отрасли России, коренного улучшения производственных, социально-бытовых условий рабочих и инженерно-технических работников, защиты их прав. За короткий промежуток времени под его руководством профсоюз рабочих цветной металлургии стал одним из ведущих профсоюзов страны. Значимость таких людей, как Степан Васильевич Васильев, становится понятной с течением времени. Сегодня очевидно, что вклад Степана Васильева в становление республики, развитие золотодобывающей промышленности огромен. Уверен, пример бескорыстного служения Степана Васильева своему народу будет вдохновлять будущие поколения якутян на плодотворный труд во благо развития родной республики Саха-Якутия и Российской Федерации. С уважением, председатель Горно-металлургического профсоюза России Алексей Алексеевич Безымянных. Слово для доклада по следам Степана Васильева в архивах страны предоставляется Данилову Эдуарду Федоровичу, заслуженному работнику Народного хозяйства Республики Саха-Якутия, родному племяннику Степана Васильева. Конференции, дорогие земляки, в декабре прошлого года общественность республики широко отметила 125-летие со дня рождения Степана Васильевича Васильева. Степан Васильев в своей автобиографии, датированной 9 апреля 1933 года, писал: «Дедушка Василий Загашинов слыл в Лусе первоклассным кузнецом. Семья наша состояла из 9 человек. Отец находился вечно в долгах у местного попа и у купцов. С 7-8 лет я начал
помогать отцу, зимой поил скот, чистил двор, работал, рубил дрова, летом косил сено. В феврале 17 года произошла буржуазная демократическая революция в России. Пало царское самодержавие. К этому времени передовая якутская молодежь, сгруппировавшаяся в кружке Емельяна Ярославского, подошла хорошо подготовленной, политически довольно грамотной, идейно закаленной. Они стали настоящими боевыми помощниками большевиков-ленинцев. Степан Васильев, вступив в ряды партии большевиков, начал работу как агитатор и пропагандист среди чернорабочих. Затем пошел в боевую дружину большевиков и как разведчик выехал навстречу отряду Аппенария Рзинского Табагу, где передал важные сведения о расположении белых, согласовывал совместные действия отряда с боевыми группами большевиков Якутска. Он просил Рдзинского при наступлении на Якутск в первую очередь захватить губернскую тюрьму, где в то время томились Максим Амосов, Николай Бувякин, Пеня Бурсенина, Мария Вилинская и их соратники. Была тогда реальная опасность при наступлении красногвардейского отряда. При отступлении белые могли с собой взять Максима Амосова и его друзей и впоследствии расправиться с ними в тайге. Степан Васильев, вернувшись в город до наступления отряда, передал указания Рдзинского товарищам, благодаря чему город Якутск без большого кровопролития ночью 1 июля 18 года был освобожден от белогвардейцев, и впервые Якутская была установлена советская власть. Однако она продержалась недолго. В Сибири власть перешла в руки белых, а в Якутии почти все участники революционного движения, в том числе Максим Амосов, Степан Васильев, Сидор Барахов, Иванов, Дмитрий Бараташ, Дора Жиркова и многие другие были задержаны, сосланы в ссылку, вскоре были арестованы и посажены в Иркутскую губернскую тюрьму и просидели почти год до декабря 19 года. Только благодаря восстанию иркутских рабочих и солдат против колчаковщины они были освобождены из заключения и опять подключились в революционную борьбу за установление советской власти в Иркутске. В весне 20 года кровавая диктатура Колчака была свергнута во всей Восточной Сибири. Максим Амосов при помощи Иркутского губкома партии и своих соратников, освободивших с тюрьмы, собрал Иркутскую большую группу партийных советских военных работников, и в конце мая они пароходом революционный выехали в Якутск. Вместе с ними возвращались на малую родину многие товарищи, высланные в ссылку в 18 году, в числе которых были Степан Васильев, Сидор Иванов-Барахов, Николай Захаренко, Вера Синеглазова, Дмитрий Бараташ, Александр Попов и многие другие. Степан Васильев сразу же после приезда в Якутск по поручению бюро районной партийной организации стал заниматься организацией якутского комсомола. В феврале 21 года Степан Васильев был назначен заведующим отделом пропаганды и агитации Якутской губернской организации ВКВВ и избирался членом ГУБюро и Губревкома. Летом 1921 года бюро Якутского обкома приняло решение о направлении Степана Васильева в Коммунистический университет имени Якова Михайловича Свердлова в Москве.
Он окончил учебный курс университета в 25 году с хорошими отличными оценками. После окончания учебы в Москве по возвращению на малую родину его назначили на очень ответственную работу председателем областной партийной контрольной комиссии и одновременно наркомом рабоче-крестьянской инспекции Якутской ССР. Дальше он писал: за прорехи, провалы и ошибки алданцев надо крепко ругать. Но это было бы половина дела. Надо им помочь выйти из тяжелого положения, в котором кроме самих алданцев виновны и другие организации. Из заключения данной записки Василий просил: если не будут приняты самые срочные меры по доставке продовольствия Алдану, то все сорвется, и мы можем растерять стабилизирующийся основной кадр рабочих. В этом главная опасность. Вот почему я прошу СК ВКВ на своем заседании рассмотреть вопрос об улучшении доставки и хранения продовольствия рабочим на базах золотопромышленности. Командировка члена СКК, представителя СК профсоюза рабочих добычи и обработки светных металлов Степана Васильева Ларинский на Алдан продолжалась почти месяц и увенчалась успехом. Итоги проверки были деятельность треста Якутзолота. Он поставил на расширенном заседании бюро Алданского райкома партии. В то время Алдан сильно отставал. План золотодобычи не выполнялся. Излишне бытовые условия снабжения горняков далеко не отвечали требованиям дня. Соревнования золотопромышленных предприятий страны трест Якутзолота занимал одно из последних мест и находился постоянно на черной доске. Однако в результате большой организаторской разъяснительной работы по выполнению намеченных СК правительством Союза СССР планов по улучшению снабжения и условий жизни и быта рабочих, Алдан скоро вышел из тяжелого положения. Уже через 3-4 месяца после посещения Васильевым золотопромышленный Алдан рапортовал об успешном выполнении плана добычи золота за октябрь 1933 года. Степан Васильев с большой речью выступил на всесоюзном тарифном совещании работников пищесветной промышленности, проходившем в мае 1932 года. В своем выступлении он отметил, что 1932 год является годом большого исторического перевала, годом, завершающим первую пятилетку. И дальше говорил: в этом году мы должны были дать стране больше металла по меди, по золоту, для страны первый советский алюминий, первый советский никель. 1932 год был годом большого разворота капитальных работ таких крупнейших агрегатов и механизмов, как Волховский алюминиевый комбинат, Днепропетровский и Челябинский комбинаты. В центральных архивах страны сохранилось много записок и заявлений Васильева в адрес руководителей страны тех лет. Так, Рыгаспи сохранится записка Васильева о производстве молибдена, адресованная Сталину и Кагановичу, датированная 3 июня 1934 года. Приложенный к записке проект постановления Политбюро СК о производстве молибдена, составлен Васильевым, отличается конкретностью, деловым характером
и направленностью на решение насущных проблем молибденных предприятий. В РГАСПе сохранилась копия записки и проект постановления Политбюро о строительстве магниевого завода на базе соликамских карнелитов, составленный Васильевым. Степан Васильевич, еще будучи руководителем группы светных металлов СКК, в 1932 году с начальником главзолота СССР товарищем Серебровским представили записку о ходе строительства Перевалхашского медополовительного комбината на рассмотрение Политбюро СК. Степан Васильевич Васильев, будучи членом центральных контрольных органов СК ВКБ, вел упорную борьбу бесхозяйственностью, расточительством, расхлябанностью, с злоупотреблением, коррумпированностью руководителей предприятий и организаций. Из архивных материалов стало известно, что он с членом СК Маскатовым, товарищем Маскатовым, проверили состояние дел в Московском аппиназном заводе для получения золота высокой очистки и подготовили записку о злоупотреблениях на Московском аппиназном заводе, которая была предметом обсуждения Политбюро СК ВКБ. В конце 1939 года Васильев необоснованно был обвинен в антисоветской деятельности. Активный участник установления советской власти в Якутии и Иркутской губернии, яркий общественный и политический деятель, стал жертвой произвола и репрессий. Все его обращения, заявления, письма и протесты не были услышаны. 26 октября 1943 года он умер в лагере поселка Канин-Нос Кожевинского района Коми-СССР. Однако в 1956 году военная коллега Верховного суда СССР пересмотрела дело Васильева, и итогом стала отмена приговора из-за отсутствия состава преступления. В связи с юбилейными датами были проведены мероприятия по увековечению памяти Степана Васильева. Так, в 1996 году его имя было присвоено школе номер 1 рабочего поселка Нюрба, а в 1997 году пассажирскому теплоходу акционерного общества Якутский речной порт, ювелирному алмазу весом 43 карата. Установлены бронзовые памятники столице республики городе Якутске и малой родине городе Нюрба. И, наконец, в 2018 году в столице родни Москве на стене дома по улице Свиридоновка установлена памятная мемориальная доска с надписью: в этом доме в 1928-1939 годах жил видный государственный политический деятель Степан Васильевич Васильев. Вклад Степана Васильевича Васильева в становление республики, в укрепление государственности, в развитие золотодобывающей тяжелой промышленности, усиление обороноспособности страны, его преданность народу, отечеству, личное человеческое качество, как верность делу рабочих, крестьян, принципиальность и честность, доброту и справедливость, стойкость и мужество трудящиеся республики никогда не забудут. Писал ныне покойный академик Академии наук Республики Саха-Якутия, доктор исторических наук, бывший директор Института гуманитарных исследований Академии наук Республики Саха-Якутия Василий Николаевич Иванов.
да сбудется заветные желания Степана Васильева, написанные 80 лет тому назад из лагеря заключенных поселка Канин Нос Коми Ассыр. Пожелаю народам великой моей Родины радостной, веселой, счастливой, богатой жизни. Спасибо за внимание. Спасибо, Эдуард Федорович. Слово предоставляется Куприянову Юрию Степановичу, министру культуры Республики Саха-Якутия. Пожалуйста, Юрий Степанович. Добрый день. Хочу всех поздравить с таким событием, да, историческим событием, который в зале нас всех собрал, но особенно задние ряды, где сидят наша молодежь. По-моему, примерно по счетам здесь сколько? 220 посадочных мест. Я думаю, что где-то в зале 170 человек, правильно? Ну и очень хорошо, что есть молодые. Каждое событие, которое проходит в день, в год столетия нашей республики, оно является историческим событием. И те ребята, которые после нас придут в эту жизнь и идут по этой дороге, должны знать, кто был впереди, за что боролись, за что жили и за что им придется дальше отстаивать эти права и обязанности. Великие вот портреты нарисовали всех основателей государственности нашей республики. Каждый сегодня, скажем, расширяет дорогу и делает свою жизнь еще длиннее, и память ее делается. И каждый улус, кстати, каждый район и вся республика гордится каждым уроженцем своего района и своих направлений. Можно даже сказать, что имена наших основателей государственности республики сегодня расширяют силу и развитие, социально-экономическое развитие своих родных улусов, районов и муниципальных образований карты. Правильно? В этом году Нюрбе мы построим и откроем Большой театр. Так? Оно тоже будет связано с Степаном Васильевым, потому что он будет стоять сразу за его памятником, если не ошибаюсь, в сквере. Так, Сергей? Но вот все, что делается, и все связывается. Максим Мамосов вот стоит в этом году, ему как раз исполнилось бы 125 лет. В Намском районе откроется Большой дом культуры, который вот собираемся где-то к празднику 27 сентября, к дню принятия Декларации о суверенитете республики, тоже приручить и открыть. У нас много связано, много символизирует разные вещи. Это и есть история нашей жизни, история, которую знать должны последующие поколения. Ну, поскольку мы учились некоторые в советское время, нас всех хорошо учили, мы все знаем эту историю. Знает ли сегодняшнее поколение эту историю? Я хотел бы слова большой благодарности сказать Эдуарду Федоровичу, который здесь как раз возглавляет. Больше того, он оставляет этот след. Кто будет за Эдуардом Федоровичем? Следующий. Кто Игорь Иванович? Игорь Иванович? Кто будет писать дальнейшую историю Нюрбинского района от Эдуарда Федоровича? Кто возьмется за это дело? Надо уже сегодня, Сергей Иванович, думать и определять, чтобы этот след не оборвался, чтобы это благостное дело шло дальше. Когда я работал постоянным представителем в Москве, Эдуард Федорович подарил свою личную библиотеку постоянному представительству, знак нашей совместной работы, уважения. И у нас в постоянном представительстве для студентов, которые учатся в Москве, есть реально такая большая библиотека Эдуарда Федоровича, плюс собрана еще и президентом нашей республики, для того, чтобы люди знали историю, могли приходить и заниматься, ну, расширять свой круг знаний, вообще знаний. Это большая, огромная работа. Ну и по настоянию Эдуарда Федоровича нам в Москве удалось поставить след большой в доме на Спиридоновка, дом номер 26. Это знаменитые на самом деле патриаршие пруды. Кто-то был там из здесь сидящих? Вот видишь, несколько человек, а остальным давайте всем, давай отправим, можно сделать туристические группы же в Москву, Сергей Иванович, а? Вот лучших студентов, которые родом из Нюрбы, давайте отправим в Москву, чтобы они прошлись по местам боевой славы, где жил наш предок, да, вот это же хорошая поддержка будет. Ребята будут знать и поддерживать. Эта мемориальная плита там стоит, пришлось нам по средству много работать, во-вторых, что, во-первых, ту историю, которую Эдуард Федорович сейчас рассказал, надо еще доказать. Сегодня правительство Москвы все оценивает. Поскольку Степан Васильев входил в партийную тройку, он был одним из руководителей Центрального комитета исполнительного, он мог стоять среди тех людей, которые подписывали расстрелы некоторых, ну скажем, потом людей, которые были восстановлены. Но, к сожалению, после годичного или двухгодичного изучения в истории России оказалось, что Степан Васильев нашей радости ни на одном как бы вот этом приговоре не поставил свою подпись или не участвовал в этом вот таком деле. Это мы доказали. Доказали еще и жильцам этого дома
они все приняли. Сейчас же новое правило ЖЭУ. Если кто-то не согласен, там нельзя повесить ничего. Все жильцы этого дома уважили обращение Якутии и согласовали для того, чтобы портрет Степана Васильева, который сделал московский скульптор Курочкин, который делал портрет тоже Амосова, оно там висит. Нет такого звания, которое называется «Основатель государственности республики». Есть звание Герой, есть звание награжденное орденами. Но нам пришлось доказать о том, что основатель государственности республики Саха-Якутия – это и есть высокое звание, которое народ Якутии ценит, и сегодня помнит, и уважает, и двигает дальше. Имя Степана Васильева сегодня двигает и освещает дорогу, наверное, развития всего родного района, небольшого поселка Малыкай. Но мне повезло, я возглавлял как-то оргкомитет в Ивле, и съездил и в Малыкай, покатался на лошадях знаменитых, да, мегжекской породы. Но тем не менее, вот мы с Айталиной, да, катались на этих санях, ты помнишь, в Малыкае? Было хорошо, радостное событие, но тем не менее жизнь каждый раз идет, и оно, я думаю, что должно и лучше, и становиться яснее. Эдуард Федорович поставил большую задачу, чтобы театр наш, Саха-театр или Нюрбинский драматический театр поставили спектакль по его произведению, которое он подготовил, написал. Я думаю, что оно притворится в жизнь, и Нюрбинский театр, да, Сергей Иванович, готовит этот спектакль, надеюсь, примем в этом участие. Это будет, наверное, один из первых спектаклей нового здания Нюрбинского театра. Ну, хотел на этом фоне сказать всем спасибо, приветствовать. И до новых встреч, наверное, уже на открытии театра в городе Нюрба, который состоится, уверен, в конце августа этого года. Спасибо, с большим юбилеем. Спасибо, Юрий Степанович, за очень интересное выступление. Слово предоставляется представителям научно-исследовательского отдела Музея истории ГУЛАГа Полянской Татьяне Михайловне, кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику, и Удовенко Илье Витальевичу, старшему научному сотруднику. Пожалуйста, сможем подключиться? Музей истории ГУЛАГа. Да. Большое спасибо. Добрый день. В Москве еще утро. Вот у нас только 11 часов утра. Но я хочу, во-первых, поздравить всех присутствующих с столетием образования республики. И не только от себя, и от лица нашего музея и нашего директора Романа Владимировича, который уже отправил поздравительное письмо в Музей дружбы народов, а также мы собрали посылку, куда вошли наши книги, наших издательских проектов. И среди которых я хочу отметить, это книга «Атлас ГУЛАГа», иллюстрированная история ГУЛАГа, и доклад комиссии Поспелова. Дело в том, что вот как раз доклад комиссии Поспелова, который... Это не просто книга, в которой, скажем так, перепечатан доклад. Дело в том, что этот доклад был подготовлен в феврале 1956 года, и его материалы вошли в доклад уже Хрущева на 20-м съезде партии. И, конечно же, это имеет непосредственное отношение и к судьбе Васильева, и к судьбе всех тех, кто был осужден в годы Большого террора в 1937-1938 годах, особенно тех, которых касается партийных деятелей, лидеров республик, автономных республик Советского Союза. И более того, в каждой нашей книге приведены документы, и это не просто перепечатанные, скажем так, документы, это сканированные копии документов, и вы можете посмотреть то, как именно, в каком виде хранятся эти документы в архивах, а они все архивные, это и Государственный архив Российской Федерации, и Государственный архив социально-политической истории, это бывший партийный архив, где хранятся основные документы, связанные с большим террором, с репрессиями. Там хранится и личная папка Сталина, и шифротелеграммы, связанные с увеличением лимитов на аресты и расстрелы в годы Большого террора. Вот, и эти книги мы вот уже собрали посылку и отправили. Я думаю, что вы их уже скоро получите. Ну, конечно же, в принципе, вот и экспозиция, и работа сотрудников нашего музея, она, конечно же, связана с историей ГУЛАГа, с историей массовых репрессий в годы сталинской власти. И, знаете, когда касаешься истории того или иного региона нашей страны, то обязательно непременно сталкиваешься с тем, что
что как бы история ГУЛАГа, она связана с каждым регионом и Российской Федерации, и бывших советских республик. И если вот мы говорим о Якутии, о республике Саха-Якутия, то, с одной стороны, Якутская автономная республика стала одним из центров приема спецпереселенцев, которых начали выселять еще в начале 30-х годов. Это раскулаченные крестьяне. Но в основном это, конечно, уже в 40-е годы туда прибывали множество людей, которых изгоняли по тем или иным причинам, по социальным, политическим из домов и отправляли в отдаленные, малозаселенные районы страны с целью их колонизации. Также Якутия, конечно же, связана и с историей Дальстроя. Это государственного треста, который был образован в 1931 году для освоения, экономического освоения Колымы и главным образом для золотодобычи, добычи полезных ископаемых, таких как золото, вольфрам, олово. Но единственное, что нужно отметить, что именно Нёрнбергский район, он не входил в Дальстрой, потому что он находится уже за... если смотреть со стороны Охотского моря, то уже за рекой Лен. А вот Якутск непосредственно входил в систему Дальстроя. И вообще Дальстрой известно уже, что на протяжении всех лет своей деятельности по главным образом добыче вот как раз необходимых полезных ископаемых он использовал труд заключенных ГУЛАГа. Именно заключенных, таких известных уже всей стране благодаря множеству воспоминаний. Прежде всего это и литературе, рассказам Шаламова, того же Варлама Тихоновича, это заключенные колымских лагерей. Но если кратко рассказать о нашем музее, Музей истории ГУЛАГа, то он был образован в 2001 году. Основателем был Антонов Овсеенко Антон Владимирович, который был сыном известного революционера. И вообще миссия нашего музея – это не просто экспозиция, это не просто, скажем так, какое-то фондовое собрание предметов. Это прежде всего центр по изучению истории ГУЛАГа, истории массовых репрессий, с тем, чтобы побудить наших посетителей и тех, кто приходит в наш музей на различные наши программы, в том числе образовательные, как-то побудить их к размышлению, осмыслению природы репрессий и ценности, прежде всего, человеческой жизни, которая, безусловно, нарушалась в годы сталинской власти. И вот, как я уже сказала, в нашем музее действует множество программ, это и образовательные, и издательские программы. Все вы их можете посмотреть на сайте нашего музея, а книги даже можно заказать в нашем книжном магазине при нашем музее и даже скачать. То есть на сайте можно скачать и почитать их, так сказать, онлайн. Ну вот уже неоднократно сегодня все, кто выступал, говорили о Васильеве Степанове Васильевиче, о том, что он умер в поселке Канин-Нос в Коми АССР в лагере. Дело в том, что буквально вот на днях, так как у нас с Ильей мы недавно только получили приглашение, у нас не было времени готовить какой-то серьезный доклад, но как бы... Когда мы узнаем о том или ином поселке, мы понимаем, что этот поселок входил в то или иное лагерное управление, то есть в конкретный лагерь. И вот как раз в 40-е годы поселок Канин-Нос – это был Северо-Печорский исправительно-трудовой лагерь, который был занят строительством Северо-Печорской железнодорожной магистрали, которая должна была соединить Воркуту с центром страны для того, чтобы для поставки прежде всего угля, который стал добываться вот в Воркутинском угольном бассейне в начале 30-х годов. А в годы войны это была вообще одна из важнейших стратегических строек, потому что мало кто знает, что именно в блокадный Ленинград уголь, который был необходим и для жизни ленинградцев, и для работы фабрик и заводов, которые продолжали работать в блокадном Ленинграде, уголь был необходим, было необходимо топливо. А так как
районы Донбасса, то в то время были уже оккупированы, подмосковный угольный бассейн был разрушен, то вот как раз это была срочная стройка, и она была, дорога уже открыта в 1942 году, и вот уголь поступал в блокадный Ленинград как раз из Северо-Печорского лагеря, и, безусловно, в этих работах по добыче угля и вообще в работах, конечно же, этого лагеря участвовал и Васильев Степан Васильевич. И вот буквально вчера я обнаружила документ архивный. Это рапорт начальника ГУЛАГа Насеткина, наркома внутренних дел Берии о бытовых условиях заключенных всех печлага НКВД, где как раз также говорится и о поселке Канин-Нос. И вот вообще этот доклад, он датируется 23 мая 1941 года, то есть это еще до военный период ГУЛАГа. И начальник ГУЛАГа говорит об ужасных условиях и санитарных условиях, в которых находятся заключенные, и о том, что они голодают, и о том, что порядка 70% заключенных завшивлены, и что не хватает одежды, обуви для вывода их на работу. А тем не менее, работы, конечно же, продолжались, и вот эти истощенные заключенные, они продолжали работать и в том числе участвовать в строительстве и магистрали, и добытке угля в Северо-Печорском исправительно-трудовом лагере. И, кстати, вот тут есть несколько строк про Канин-Нос, из которого мы узнаем, что этот поселок, скорее всего, был, в этом поселке находился, скорее всего, пересыльный пункт, потому что здесь вот написано, что по распоряжению руководства Печорлага, полагающийся вновь прибывающим этапом 21-суточный карантин не соблюдается, и прибывающие на Канин-Нос этапы отправляются пешком к месту назначения за 150 километров в валенной обуви по грязи и воде. То есть вот это тут вот конкретно мы видим упоминание об этом поселке. И вот Васильев Степан Васильевич, он разделил судьбу многих заключенных, которые оказались вот в лагерях, таких лагерях, как Северо-Печорский лагерь или Колымские лагеря, где положение было наиболее тяжелым, потому что оно было связано именно с важными срочными стройками и необходимыми для, в том числе во время войны, для обороны страны. И в этих лагерях была очень высокая смертность, о которой даже постоянно докладывали в оперативный штаб ГУЛАГа из лагерей сами начальники лагерей, потому что план нужно было выполнять, а выполнять этот план было некому, потому что заключенные умирали или были в ужасном состоянии. И вот вообще за 27 лет существования ГУЛАГа через лагеря, колонии и тюрьмы прошло порядка 20 миллионов человек, из которых 2 миллиона умерли. Именно были не расстреляны, а умерли. То есть это, фактически каждый 10-й человек, из которых на годы войны, в основном 42 и 43 год, приходится 1 миллион человек, то есть половина всех умерших заключенных за 27 лет. И очень часто в наших фондах, если мы видим, что тот или иной заключенный умер, то нередко, который был арестован, осужден в 1937-1938 году, то есть до войны, то если он умер, то это, как правило, 42 и 43 год, когда было наиболее тяжелое положение заключенных ГУЛАГа. Но Васильев Степан Васильевич был осужден военной коллегией Верховного суда СССР, как мы вот уже с Ильей узнали, и уже более подробно про этот орган судебный орган расскажет Илья Витальевич. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна Михайловна. Слово Илье Витальевичу Удовенко. Пожалуйста, Илья Витальевич. Добрый день, слышно меня? Действительно, наш музей занимается не только лагерной системой, но и мы изучаем довольно подробно механизмы репрессий, которые существовали в разные годы советской власти. Начиная с судебной системы, которая сформировалась сразу после революции, и заканчивая уже с середины 50-х годов. И надо сказать, что внесудебная практика расследования дел существовала уже с момента образования ВЧК, то есть с 1917 года,
И она включала в себя возможность внесудебного осуждения на лагерный срок, тюремное заключение, а также расстрелы. Но в дальнейшем, когда карательная система Советского Союза претерпела довольно сильные эволюционные изменения, после декрета ЦИК 1934 года об упрощенном ведении судопроизводства, который включал в себя возможность не вызова адвокатов, не использования обжалования приговоров и приведение приговоров в исполнение немедленно, с этого момента судебная система делится на два подраздела больших: на официальную судебную систему и внесудебные органы, которые в наибольшей степени проявили себя в годы Большого террора в 1937-1938 годах. И именно тогда появились главные внесудебные органы, так называемые тройки НКВД, которые имели право осуждать людей на расстрел. Также деятельность особого совещания при НКВД СССР, которое имело право заключения в лагерь, а в военные годы имело также право осуждать людей на расстрел. И, конечно, это также активно в репрессиях была вовлечена официальная судебная система, частью которой являлась военная коллегия Верховного суда СССР. Здание этой военной коллегии располагается на Никольской улице в Москве, в 300 метрах от Кремля. В советские годы она называлась 25-летие октября. И все эти годы председателем военной коллегии был латыш Василий Ульрих, подпись которого стоит под всеми судебными приговорами военной коллегии. И военная коллегия, она была таким полупроводником между судебной системой и внесудебной системой, поскольку она создавала иллюзию справедливости, иллюзию официального судопроизводства. Дело в том, что внутри НКВД на протяжении многих лет, на протяжении десятилетий велись картотеки учета потенциальных вредителей, потенциальных врагов народов и так далее. И начиная с 1937 года внутри НКВД создавались так называемые списки, которые неофициально теперь именуются в историографии расстрельными списками, которые составлялись как лично наркомом внутренних дел Николаем Ежовым, так и его помощниками. И эти расстрельные списки уже попадали в Политбюро на подпись Сталину. И Сталин лично уже ставил подпись за расстрел по первой категории, либо за лагерное или тюремное заключение. И в один из таких списков как раз попал и Васильев Степан Васильевич уже в 1941 году. Надо сказать, что с 1937 по 1941 года было сформировано 383 таких списка, и по ним было осуждено свыше 44 тысяч человек. Кто-то на расстрел, кто-то на лагерное заключение. И в Москве как раз надо сказать, что в эти списки, как правило, попадала высшая партийная элита Советского Союза как раз. То есть это члены партии, руководители крупных предприятий, руководители заводов, обкомы, горкомы, люди, которые занимали видные государственные посты и так далее. И многие, которые были приговорены к расстрелу по этим спискам, как раз были расстреляны на подмосковном полигоне Коммунарка, который наш музей также очень подробно исследовал в последние 2 года. И
там открыл небольшой информационный центр, который посвящен вот этим 6 тысячам людей, которые были расстреляны в период с 1937 по 1941 год на этом полигоне. Спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо представителям Музея истории ГУЛАГа. Думаю, связи наших музеев будут еще и дальше продолжены. Конечно, конец 30-х годов 20 века печально известен репрессиями, которые не обошли государственных деятелей нашей республики. И именно по сфабрикованному делу под кодовым названием «Моряки» были арестованы ряд руководителей Якутии, среди которых был и наш Степан Васильевич Васильев. Спасибо. Разрешите предоставить слово Евсееву Сергею Ивановичу, председателю районного совета депутатов Нюрбинского района. Степан Васильев, достойный сын своей родины. Так, добрый день, уважаемые участники конференции. Во-первых, выражаю глубокую признательность и благодарность от имени главы Нюрбинского района Иннокентия Алексея Михайловича, от имени депутатов Нюрбинского районного совета, от имени общественности Нюрбинского района, всем вам за то, что вы сегодня приняли наше приглашение и участвуете в сегодняшней конференции. Так, сегодня республика отмечает 100-летний юбилей со дня образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики как символ государственности нашей родной республики. Сегодня в связи с этим юбилеем мы должны отметить те достижения и успехи всех поколений, которые жили и трудились, защищали нас и воевали на фронтах во имя процветания нашей республики. Но сегодняшняя наша конференция именно посвящена первооткрывателям. Я сегодня остановлюсь на те слова и печатные издания, вышли книги, где соратники и коллеги Степана Васильева говорят о нем. Вот сегодня на ролике как раз было сказано, что именно Николай Захаренко очень четко и точно характеризовал именно первых большевиков Якутии. То, что вот он в своей книге пишет, в 20-е годы первые большевики Якутии Максим Амосов, Степан Васильев, Исидор Барахов, Степан Аржаков и Платон Юнский составляли боевое ядро областной партийной организации. От их организаторских способностей и знаний зависело очень много. В совместной работе они, на мой взгляд, дополняли друг друга. Искрометный талант Амосова, уравновешенный и аналитический ум Барахова, образный склад мышления Аюнского, дальновидный практический ум Аржакова, спокойная рассудительность Васильева – все это их совместной работе напоминало игру слаженного оркестра. Вот эти слова окрыляли в прошлом году, когда мы отмечали 125-летие Степана Васильева, молодежь Бордонского наслега и Нюрбинского наслега. И они организовали эстафету по местам и по малым родинам этих наших великолепных большевиков. Как раз вчера я заходил к Карлу Никентьевичу Васильеву, и на его кабинете на стене висела вот эта картина. Они никогда вместе не снимались. Есть фотографии без Аюнского, когда вот 4 наших прославленных большевиков, есть такая картина, но эта картину рисовал неизвестный художник из Верхнеюжского района, и Карл Иннокентьевич, когда я ему рассказал, что в этом году мы открываем музей, именно павильон государственности, он эту картину подарил Нюрбинскому району. Ему большое спасибо. И мы, конечно,
найдем того художника, кто нарисовал вот эту картину. Именно благодаря словам Захаренко сегодня мы гордимся тем, что вот эти 5 в то время молодых людей стояли у истоков развития государственности нашей республики. Ну, в любом деле есть активисты, авангард, и сегодня мы должны всей республикой признать, именно вот эти 5 молодых людей стояли у истоков нашей государственности, вот год отмечания столетия нашей республики. Ну, поскольку мы говорим, что Степан Васильев был организатором комсомола Якутии и Иркутской области, ну, это тоже документально доказано. В своей книге «Первое десятилетие. Записки ветерана комсомола» бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Мельчаков Александр Иванович очень большое внимание уделяет Якутии. В частности, именно он упоминает, что Максим Амосов, Платон Аюнский и Степан Васильев были очень активными участниками организации комсомола не только Якутии, а в целом в Сибири. И в этой книге он отмечает, что Степан Васильевич Васильев является одним из организаторов комсомола Иркутска и Якутии. И дальше наша сегодняшняя конференция именно посвящена роли Степана Васильева в развитии золотодобывающей промышленности Республики Якутия и в целом СССР. Хочу закончить словами Рысакова. Он характеризует Степана Васильева. Он был ясен и прост, как сама правда. Спасибо. Спасибо, Сергей Иванович. И, конечно, Люблинская земля славится своими яркими сынами, внесшими, как и Степан Васильев, свой достойный вклад в развитие страны. Одним из них является земляк Степана Васильевича, уроженец Качайского наслега Дамьян Афанасьевич Кочнев. И к нам присоединяется Казань. Слово предоставляется заведующей отделом научной библиотеки Казанского федерального университета, кандидату исторических наук Эльмире Исхаковне Амирхановой. Эльмира Исхаковна, пожалуйста, на связи. Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу показать презентацию, надеюсь, она будет видна. У нас давние связи с Якутией через Дамьяна Афанасьевича Кочнева. Я хочу рассказать о материалах, связанных с ним. И, конечно, выражаю благодарность за возможность принять участие в конференции, посвященной миллиарде государственных деятелей народа Саха. Они были первыми, а именно видному государственному деятелю Степану Васильевичу Васильеву. Ну и, конечно же, земляку, первому ученому из народа Саха Дамьяна Афанасьевича Кочнева. Очень много материалов, связанных и с развитием Якутской автономной республики, как вот, например, вот такие издания, которые поступают в Казанский университет благодаря обязательному экземпляру, который был дан в библиотеке Казанского университета с 1922 года. Так что я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится далее. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Эльмира Исхаковна, за очень содержательное выступление. Конечно, мы с вами будем и в дальнейшем держать связь и сотрудничать. Спасибо. Ну, не раз уже говорила, что Степан Васильевич был первым председателем Центрального комитета профсоюза рабочих добычи и обработки цветных металлов. И это свидетельствует о масштабе личности Васильева, которому было доверено одно из главных направлений развития промышленности молодого советского государства. И разрешите предоставить слово для выступления Дегтяреву Николаю Николаевичу, председателю Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия. Пожалуйста, Николай Николаевич. Добрый день, уважаемый президиум, уважаемые участники конференции. Прежде всего, разрешите от имени Федерации профсоюзов всех поздравить со столетием государственности нашей республики. Поздравляю.
Вот в действительности сейчас мы остановимся на более поздней профсоюзной деятельности нашего Степана Васильева. Ну, на самом-то деле, как говорится в Библии, сперва было слово, а в Якутии после февральской революции сперва были профсоюзы. Потому что это были легализованные первые общественные движения. И здесь хочу сказать, что наши славные сыны также были организаторами первых профсоюзов. Максим Кириллович Амосов возглавлял профсоюз чернорабочих амначитов. Да? Ну, конечно же, они эту работу вели под руководством старых большевиков, Емельяна Ярославка, Сергея Дженикидзе, Григория Петровского. Поэтому после их отъездов уже в 1917 году вот как раз наши славные сыны уже стали во главе руководства новой власти. Ну, вы знаете, там достаточно серьезные моменты были. Сперва все-таки к власти пришли эсеры, ну, а потом уже устанавливалась советская власть. Ну, вот Степан Васильев, как мы уже говорим, он единственный из якутян, который был избран в высшие эшелоны профсоюзов страны. Здесь хочу сказать, что в 30-е годы вот, при решении Коммунистической партии была принята программа индустриализации страны. И вот 1 ноября 1930 года проведено первое всесоюзное производственное совещание по цветной металлургии, в котором принимали участие и партийные органы, рабочие, профсоюзы и хозяйственный руководитель. Здесь, конечно же, Степан Васильев, в то время являясь членом Центральной контрольной комиссии партии, работал руководителем группы цветных металлов и принимал непосредственное участие в подготовке и проведении первого всесоюзного производственного совещания работников цветной металлургии. Здесь хочу сказать, тогда было принято решение реорганизовать Союз горняков и Союз металлистов, и был образован Центральный комитет профсоюза рабочих добычи и обработки цветных металлов и золота. И его первым председателем, как уже было отмечено, партия рекомендовала Васильева Степана Васильевича. И на его плечи легла огромная организационная работа по развитию профсоюзного движения металлургической промышленности. За короткий отрезок времени под руководством Васильева профсоюз рабочих цветной металлургии стал одним из ведущих союзов профсоюзной армии страны. Было осуществлено очень много организационных мероприятий, кропотливо, целенаправленно. Планово велась работа по улучшению внутрипрофсоюзной работы, по укреплению связей аппарата Центрального комитета с местными профсоюзными организациями, по повышению роли первичной профсоюзной организации в трудовых коллективах. Систематически проводилась работа по коренному улучшению производственных и, самое главное, социально-бытовых условий рабочих, инженерно-технических работников, по защите их прав, представленных Конституцией СССР. Здесь хочу сказать большое спасибо Эдуарду Федоровичу за изданные книги. Очень подробно там изложены судьбе и деятельности Степана Васильева как профсоюзного работника. И хочу сказать, в действительности в архивах сохранилось очень много материалов по деятельности, профсоюзной деятельности Степана Васильева. Ну, здесь хочется отметить, что он был непоколебимым вообще борцом за справедливость. Достаточно то, что Степан Васильев очень критично относился за неорганизованность, расхлябленность, и за это, ну и при этом, вот, приводя примеры не только по профсоюзной, а именно по развитию цветной металлургии, у него были очень серьезные высказывания с очень большим аналитическим развертыванием проблем и путей их решения. Очень кратко хочу сказать, вот Сергей Иванович затронул вопрос по поездке в Казахстан. Здесь хочу сказать, что в действительности вот
будучи председателем Центрального комитета, он был командирован в составе правительственной комиссии в Риднерский комбинат Казахстана с целью выявления причин неисполнения плана, но при этом по поезде, посвящаясь с людьми, конечно же, они установили, что здесь очень сложное положение, фактически был серьезный голод. И после приезда он представил справку, записку товарищу Сталину и о принятии быстрых непосредственно мер. И в действительности решения были приняты в пользу, конечно же, работников. Это тоже говорит о том, что он был человек вообще внимательный, справедливый, и поэтому не зря дальнейшая работа, конечно же, плохо то, что он немножко проработал до 1934 года. Если бы он еще побольше был, он еще больше бы внес вклад в развитие не только профсоюзного движения, но и по другим направлениям. Ну, вы знаете, что после этого на 17-м съезде партии он опять был избран членом комиссии партийного контроля и назначен руководителем группы тяжелой промышленности. Поэтому в целях увековечения памяти славного сына Якутии, Юрбинского района, мы решение Президиума Федерации профсоюзов от 24 марта прошлого года учрежден знак имени Сергея Васильевича Степана Васильевича Васильева, председателя ЦК профсоюза рабочих добычи и обработки цветных металлов, за эффективную деятельность по развитию социального партнерства трудовых коллективов республики. И этот знак с этого года будет вручаться лучшим руководителям, предприятиям нашей республики. Также хочу сказать, что все материалы мы уже часть передали, но очень хочется, чтобы все материалы научно-практической и имеющие материалы мы хотим передать в Музей истории профсоюзов нашей страны. И также мы сейчас онлайн, то есть виртуальный музей профсоюзов у нас тоже создан. Хотим все это разместить. И я хочу это все передать в Музей профсоюзов России. Я думаю, что это займет достойное место. Спасибо. Спасибо, Николай Николаевич. Конечно, это очень большой вклад в увековечение имени Степана Васильевича Васильева. Степан Васильев принадлежал славной плеяде первых якутских большевиков, талантливых учеников Емельяна Ярославского, который называл его самым ярким представителем якутской молодежи тех лет. И к нам присоединяется Шишигин Егор Спиридонович, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации Республики Саха-Якутия, действительный член Академии Северного форума, почетный академик Академии духовности Республики Саха-Якутия, ведущий научный сотрудник Якутского государственного музея имени Емельяна Ярославского. Пожалуйста, Егор Спиридонович. Так, Игилляр, ага. Дорогие уважаемые участники конференции, позвольте мне поздравить вас с сегодняшним очень успешной работой конференции и позвольте мне свое сообщение сделать на якутском языке, потому что в основном это сугубо мое обращение к родному якутскому народу. Онанда мен бу драбитнорокпар сахаджанлар анамын кавсемете беге сагалар сүдда күштагмы булгадда отугумустак мора кытыгытыгар тоғысыйы бұға тоң ағабайдыға шүйіні ийтен, сылғыны ийтен маңда беге күштағымы пүтінті көндірір. Онықтан беге қандық кәміңе, қандық даны бұласқа, қандық даны арас ұлырыр. Ларға бәлі диспидеттен бұл народы шеддер, народқа лидер болар жол көштен ерлер. Ол Ирақталағы Россияда сағана, оны бұтынғы тоғышын әтті Аллаға
Рахталар Россияда білушек olan John Norod Ologot Ostulayer Kendigar Golox Eder Hülpestak Şükriyestak Olatlar bu bege Respublika bitirar Eski Allah'tan Avtonomli Respublika Nora Hamdi Mağara Nora Sangi Moğutur Sidi Hitin Udarıstırvanları Sidihan Turallar Onluktan Olabura Maksim Kirusan Muhab Kamtan Ulatan Aksizoyunskay Atattan İşidan Nikibravis Maraka Büyühamlütten Arzakok Sabah Maksimovis Bülütten Sabah Bağlıvis Bağlı Nyurbattan Bu sahalar sahamayı utiran Üyeskavet uluslarından takımı Jonlar Bilal Murar Kinizare Gitta Kinizare Gitta Saratniktara Bu kemga kilavitta kinak mandalar kidan üleler kelam odalardan bu sahal rotan över sanatigar bu DSK olakşira kaldı tonda kediler itinde bu Udarıstana aspıtın alan Avtonomli Respublika'nı sitikan vidda Bütüveydik üleler kamsan isticanlar bolanlar ondan bağırdılar o penislikte Mahtalavın adı ağaçlık etti manattan hem canlar hem tırnağı sağladı etti manatla muhtarı istediğinler diye. Mahtalavın Махтал его передано из Олсцвейдик Экпери. Махтал. Для представления выставки подлинных документов из фондов Национального архива и выступления приглашается Захарова Айталина Афанасьевна, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, председатель Совета Национального архива. Так, приветствую всех участников сегодняшней конференции и присоединяюсь к словам уважаемого мною Егора Спиридоновича, что действительно личность Степана Васильева, как крупного организатора, деятеля общесоюзного масштаба, стойкого, мужественного человека, возможно, для широкого круга общественности еще не так широко известна. И поэтому сегодня хотела бы ознакомить вас просто с несколькими архивными документами, которые хранятся в архивах нашей страны, не только нашей Якутии, но и страны, в Москве. Включите, пожалуйста, третий слайд. Третий. Значит, у каждого человека, когда рождается, начинается его документальная жизнь. Что вручается, с чего начинается жизнь человека? С документа. Без документа мы никто. И вот, значит, свидетельство о рождении. Тогда дореволюционное время, это была метрика или запись метрической книги. Перед вами это обложка части 1 о родившихся метрической книги Мегежекской Иннокентьевской церкви за 1896 год. Это вообще очень интересная церковь была сама по себе. К приходу церкви относились Мегежекский, 1 и 2 Бордонские, 2 Жарханский, Мальжигарский, Кукакинские наслега Мархинского улуса. Всего 3599 прихожан. Священником был Степан Николаевич Габышев, сам по себе очень тоже интересная личность, окончивший духовную семинарию якутскую, уроженец села Нюрба, был награжден несколькими медалями, и в том числе золотой медалью, и, к сожалению, тоже был репрессирован в 1929 году и реабилитирован только в 2000 году. А сама церковь была построена в 1887 году, закрыта в 1926 году и сама полностью сгорела в 30-х годах 20 века. И вот посмотрите, сколько можно узнать с одной только обложки этой метрической книги. Следующий слайд, пожалуйста. Под номером 71 мужского рода проходит мальчик Стефан, или Стефан тогда, как говорили, да, который родился по старому стилю 15 декабря и был крещен 22 декабря. Также Степан Габышев его крестил
и был одним из свидетелей, ладовосприемников мальчика Стефана. И следующая строка это родители его, Василий Васильевич, и жена его законная, Дарья Тимофеевна. Значит, с одной записи метрической книги можно узнать не только об имени, когда он родился, когда он крестился, и его отце, матери, его свидетелях, которые присутствовали при крещении этого мальчика. Следующий слайд. Два замечательных архивных документа, которые датируются 1915 годом. Известно, что в Якутии, в Якутске впервые в 2014 году была открытая первая якутская учительская семинария. И директором был один из выдающихся организаторов образования Владимир Василевский. И вот, пожалуйста, посмотрите, первый документ – это список мальчиков, которые прошли собеседование или прошли экзамены для вступления в вот эту якутскую учительскую семинарию. Здесь мы видим фамилии: Васильева Степана, Ксенофонтова Михаила, Боярова Алексея, Амосова Максима, Гоголева Степана, Аржакова Степана. И вот, понимаете, вот с этого года, с 2014 года, здесь эти мальчики встретились впервые и пронесли свою яркую, прекрасную, бескорыстную дружбу на всю свою жизнь. Следующий вот этот документ рядом, это список лиц, которые уже поступили в Якутскую учительскую семинарию. Это второй был набор, эту учительскую семинарию, и внизу подпись самого Василевского. Я хотела сказать, кто такой Бояров Алексей, да? Мы знаем Максима Амосова, Степана Ржакова, наших Мегжекского и Степана Васильева, а с ними рядом учились, трудились. Бояров Алексей – это тоже один из таких замечательных людей, наркомов просвещения, здравоохранения, социального обеспечения, председатель Алданского и Усть-Алданского райисполкомов, директор Якутспроцнаба, тоже очень такой влиятельный человек, друг наших земляков. И рядом тоже Гоголев Степан, это выпускник МГУ, нарком юстиции, прокурор нашей республики, прокурор ЯССР, народный комиссар просвещения, председатель Госплана, который умер в 1933 году в очень молодом возрасте. Его имя было присвоено потом Якутскому педагогическому колледжу, это преемнику Якутской учительской семинарии. Вот такие люди встретились в 2014 году и прошли бок о бок до самой смерти. Следующий документ, который подтверждает как раз, о чем мы сегодня очень много говорили, это мандат, выданный Максимом Кирилловичем Амосовым, тогда уполномоченным Сибиревкома по Якутской области, который он выдал рукописный мандат, тогда не было возможности печатать где-то, да, Степану Васильеву и Вере Синеглазовой об организации комсомола на всей территории Сибири. И вот этот документ подтверждает, уже подлинно архивный документ, подтверждает о том, что Максим Кирович Амосов выдал мандат для организации комсомола нашему Степану Васильеву. Поэтому мы полной уверенностью, полным, доказательно можем сказать, что он был одним из организаторов комсомола не только в родной Якутской республике, но и во всей Сибирской области. Следующий. Замечательная просто фотография, которая всем нравится. Два красивых молодых человека. Это Степан Васильев и Михаил Мегжекский. Это можно не только два друга, но можно сказать родственные души, два брата. И вот посмотрите, какие прекрасные слова Николая Николаевича Захаренко, тоже их коллеги, соратника, который написал абсолютно хорошую, прекрасную книгу «Эти прекрасные люди», которая вышла в 1978 году, и которые несколько лет назад Эдуард Федорович, Эдуард Федорович выпустил вторым дополненным изданием. И это студенты Коммунистического университета имени Якова Свердлова, май 24 года. Понимаете, это через 10 лет после вступления в Якутскую учительскую семинарию. И вот мне очень нравится, как Николай Захаренко характеризовал Михаила Мегжекского.
Почитайте, пожалуйста, среди основного ядра первых большевиков Якутии Михаил Мегжекский выделялся своей яркой индивидуальностью и самобытностью. Это вообще фигура, личность Михаила Мегжекского на сегодняшний день, как и Степана Васильева, она еще меньше изучена, еще меньше знакома. Вообще некоторые не знают, кто такой Михаил Мегжекский. Я хотела бы, чтобы потом молодое поколение наше изучило жизнь и деятельность Михаила Мегжекского, друга и соратника Степана Васильева, который всего 29 лет, он был председателем Совета народных комиссаров. Ну, он не был, хорошо, что не дожил до репрессий, он, значит, умер естественной смертью от большой болезни. Следующая знаменитая фотография, это, конечно, тоже наши друзья. Тут и Степан Гоголев есть, и Степан Ржаков, Степан Васильев, и Максим Кирович Амосов со своим учителем. И просто я хотела показать эту фотографию в связи с тем, что буквально недавно нашлась в аналах музеев, архивов Москвы уникальная съемка этого как раз эпизода, которая сохранилась, и она теперь, значит, она была презентована, ну, не знаю, не помню когда, но буквально в марте, в начале марта она была показана по центральному телевидению и показана в новостях Якутия-24. Следующий слайд, это 25-й год, Аполлинарий Станиславович Редзинский, поляк. Это человек, который впервые установил советскую власть на территории нашей Якутии 1 июня 1918 года. Как раз в своем докладе Эдуард Федорович упомянул о том, что в Табаге они встретились. Степан Васильев со специальным заданием прибыл в Табагу для встречи отряда Редзинского. И вот посмотрите, в 1958 году в газете «Кым» 29 июня Аполлинарий Редзинский обратился к молодежи Якутии. Я хотела бы еще раз прочитать, что он сказал, написал об Степане Васильеве. Один из организаторов якутского комсомола, славный ленинец-большевик, замечательный товарищ Степан Васильевич Васильев. Он до самой последней встречи был одним из самых истинных моих друзей. Следующий слайд. Ну, это вообще трагический документ, о котором очень много говорят об этом моменте, строго секретный. Это выписка из протокола номер 44 заседаний Оргбюро ЦК ВКПБ от 18 июня 1928 года. Это тот документ, который вынул, я не знаю, как еще сказать, из истории тогдашнего Якутской республики, наших самых главных людей, основателей республики Амосова, Барахова и Васильева, постановил отозвать из Якутии вот этих трех товарищей без возврата в Якутскую республику. Тут, смотрите, подпись Вячеслава Молотова. Мы еще к этой подписи вернемся. Следующая фотография уже 30-го года, прошло 16 лет с того момента, когда они впервые встретились. И вот Захаренко тоже очень красочно, очень ярко, эмоционально написал в своей книге про дружбу этих выдающихся людей. Это образец подлинной красоты человеческих отношений. Больше сказать нечего. Следующий слайд – это одна из наиболее полных автобиографий Степана Васильева, тогда уже председателя ЦК профсоюза рабочих по добыче и обработке цветных металлов и золота СССР. Москва, 9 апреля 1933 года. Это подлинный документ, который сам лично подписал, его подпись удостоверили. Следующий уникальнейший документ о деятельности Степана Васильева, который характеризует его как очень мужественного, смелого человека. Это записка Степана Васильева Сталину о результатах той знаменитой месячной поездки на Алданские прииски в 1933 году. С грифом «Совершенно секретно». Здесь имеется виза Сталина о постановке вопроса на Политбюро. Если вы знаете, Политбюро – это конечная инстанция, где решается вся судьба не только народа, но и всего Советского Союза. И тут я хотела бы просто отметить, что написал Степан Васильев. Ликвидировать райзолото Процнаб.
Трест «Золототранс» ликвидировать как никому не нужный нарост. И дальше. Необходимо приезд самого Александра Павловича Серебровского. Это руководитель, знаменитейший, легендарный человек, руководитель главзолота СССР. Потому что он пишет, помимо организационных мер, он пишет, потому что надо же начальнику главзолота, помимо организационных мер, привлечь к административной и судебной ответственности лиц, виновных за развал, срыв и воровство хозяйства и ценности главзолота. Понимаете, вот тогда такие письма писать, 30-е годы, это надо иметь такое большое мужество, конкретно писать Иосифу Виссарионовичу Сталину, потому что действительно развал тогда, вот главзолота 30-е годы, был страшный. Дальше. Ну и самый один из страшных документов – это ордер на арест и его последняя фотография из Лефортово в ноябре 1939 года. Тогда он был директором крупнейшего второго московского авторемонтного завода. Я еще раз хочу сказать, подчеркнуть, что он единственный и первый, ну не только там член ЦИК, там руководитель союзного масштаба и так далее, он на сегодняшний день единственный, возможно, и первый из народа Саха, который руководитель крупнейшего государственного завода в Москве, второго московского, в смысле второго московского авторемонтного завода. Второй московский авторемонтный завод в те годы, он был один из флагманов строительной промышленности не только Московской области, но и всего Советского Союза. Следующий, тоже такой трагический документ. Известно, что Степан Васильев написал 27 заявлений, писем в адрес высших партийных и советских органов. Это один из них, где он пишет: «Я был, есть и остаюсь большевиком, и я не преступник». Это письмо Сергея Васильева Вячеславу Молотову из Канин-Нос Коми и АСР в 1943 году. И тут видим виза Молотова Шкирятову. А кто такой Шкирятов? Это зампредседатель комиссии партийного контроля при ЦК ВКПБ, так один из тех людей, который подписывал расстрельные списки. Нельзя ли проверить это дело? 21 декабря 1943 года. И мы, как знаем, это дело по Репни было проверено. И последний слайд, на котором мы его программное напутствие, его приветствие будущим поколениям, пожеланий своей великой Родине дальнейшего рассвета и радостной, веселой, счастливой и богатой жизни. Спасибо. Спасибо, Екатерина Афанасьевна. Следующее хочу предоставить слово Тихонову Николаю Николаевичу, доктору экономических наук. Спасибо большое. Я, в принципе, очень коротко. Я племянник. Мой отец двоюродный и Степан Васильев были двоюродными братьями. Следовательно, я достаточно близкий родственник. Я горд, что такие муки пройти и держать себя достойно. Это я не совсем уверен, что я бы выдержал. У меня приятель, академик Академии наук Республики, он говорил: если меня один раз стукнут, я все скажу, что нужно, что не нужно, лишь бы меня больше не били. Я не знаю, так ли я поступлю, но Бог миловал, я уже пенсионер, и, следовательно, как говорится, карающие органы меня, может, минуют, но скоро, видимо.
и конец будет. Ну, в принципе, я считаю, что, может, и были люди, которые совершали какие-то злодеяния, но я считаю, что Степан Васильев был твердый и верный коммунист. Но я бы хотел тоже таким исчезнуть из этого мира. Ну, отец мой и Степан Васильев были двоюродными братьями. Но отец мой был абсолютно неграмотный человек. Следовательно, те, кто занимался политикой, они не считали каким-то объектом для проведения каких-то воспитательных работ и так далее. Ну, я скажу, что я доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник народного хозяйства, академик Академии, Международной академии образования и аграрной науки. Следовательно, я, по-моему, прошел соответствующие инстанции, ну и, следовательно, я не рвусь дальше на какие-то дальнейшие награды и так далее. В принципе, я скажу, что Степан Васильев, благодаря тому, что он работал вместе с Серкортник, Инцев, Григорий Петровский и другие, он был уже проверенный товарищ. Но пересматривал все выдающиеся революционеры, которые попали в наши края, они все-таки пересматривались молодым людям. И, следовательно, они, пересмотревшись, поддерживали этих молодых людей. И я считаю, что эти товарищи их не подвели, хотя и проходили тяжелые испытания в застенках, но я думаю, что, конечно, я знаю, что Степана Васильева били, но он просил: дайте мне отдохнуть, я еще отвечу. Но он ответил так, как ему. Хотели узнать, что он предал своих товарищей. Я лично не смог бы, как он и Амосов, и другие товарищи, выдержать. Но дай Бог, чтобы нам, и в частности мне, подобное не досталось. Я хотел бы сказать, что советская власть была все-таки очень справедливой властью. Но были моменты, когда все пытались исправить те, кто допрашивал этих истинных коммунистов. Но что поделаешь, как-то
задним числом это не исправишь. Ну, я не стану, как говорится, долго ваше внимание задерживать. И я думаю, что я горжусь Степаном Васильевичем Васильевым, моим дядей, но двоюродным братом отца. Его никто никогда на политические игры не приглашал. Поэтому я упомянул его как неграмотного коммуниста, вернее, человека, но он был твердым характером. И всегда то, что говорил, он держал всегда. Ну, большое спасибо. Спасибо, Николай Николаевич, спасибо большое вам. Слово предоставляется Жандорову Петру Николаевичу, кандидату философских наук. Так, ну время уже позднее, поэтому я, наверное, надеюсь, что уложусь в свой регламент же, да? Так, тут уже много говорили про то, какой он след оставил в истории, поэтому я, значит, не буду совершенно повторяться же, да? Значит, на Земле, как известно, за все эти века прожили миллиарды людей, представителей различных народов. Но лишь десятки тысяч из них вписали свои имена в историю. Очень часто они представлены теми, кто представлял правящую верхушку и близкие к ним круги. Это вполне естественно, потому что остаются обычно только те, кто, ну, грубо говоря, рулил, да? Какая-то часть из тех, кто оставил след в истории, все-таки относится к иным слоям, да? Например, к научным, там, духовным слоям. На их, если честно сказать, относительно немного. И они в основном из нескольких последних веков. Также не является тайной, что народы прошлого и настоящего времени не представлены в истории равномерно, пропорционально. Ведь известно, что историю пишут победители. Соответственно, они настроены вписать свои имена. Вот почему на слуху сотни и тысячи западных имен, да? А вот от их жертв, от побежденных сообществ, например, от индейцев Южной, Северной Америки, остались максимум несколько десятков имен. Ну, это каждый, наверное, сам себя может проверить, и на память там 90% это будут немецкие, английские, французские, американские и прочие имена. Если 10% чужих будут, да, включая русских, то это уже хорошо, да. Так, значит, якуты, саха на этом фоне небольшой тюркоязычный народ на северо-востоке Азии, в глухой Сибири. Судьба забросила предков якутов из более южных регионов, предположительно из Прибайкалья, где были курганы, на север, где и сложился окончательно народ. С 17 века, значит, этот народ попал под власть царской России и до 1917 года пребывал в статусе инородцев, неполноправного сословия. Вот из выступления, значит, уважаемой, значит, Захаровой, да, представителя архива, мы там список видели, и там видно же, что сплошь инородцы, там еще 3 сословия единичные были представлены: крестьянин, мещанин, казак, да, это все юридические сословия. Я там, может, пропустил, но ни одного дворянина не увидел, и там не было представителя духовенства, например, самого. Так, вот такой, оказывается, то есть неполноправный инородческий статус. Поэтому нам известны лишь несколько более-менее заметных фигур из того, то есть дореволюционного периода. Ну, например, назову Алексея Аржакова, Сиган Аржаков, который неудачно ездил к императрице Екатерине II, либо известного разбойника и национального, скажем, героя Даманчары Василия Федорова. Значит, на этом фоне февральская и октябрьская революции открыли новую страницу в бытии якутского народа. Он получил гражданское равноправие, то есть сословный статус был отменен, получил гражданское равноправие. В условиях гражданской войны образовалась Якутская АССР 100 лет назад, да, в апреле. Значит, некоторые его представители внесли заметный вклад в социально-экономические и социально-политические процессы как в своем регионе, так и в целом по стране. Степан Васильев оказался в той плеяде молодых якутов, где были Платон Алексеевич Аюнский, Максим Кирович Амосов и Сидор Барахов, настоящая фамилия Иванов же, да? Потом Степан Аржаков.
Названные 5 личностей в 30-х годах стали жертвами репрессий, были казнены, либо погибли в заключении. Но за неполных 2 десятилетия в полной мере раскрылся их творческий потенциал и организаторский талант. И тут я, предлагаю задаться вопросом, каковы были предпосылки подобного феномена? То есть сперва никому неизвестные, платящие дань там условно пушниной, а потом вдруг достаточно крупного ранга имена, да? Каковы же были предпосылки подобного феномена? Думается, да, что это все-таки наличие леворадикальных деятелей, вроде Емельяна Ярославского или Губельмана на самом деле, Георгия Орджоникидзе, более известного как Серго Орджоникидзе, и Григория Петровского, якутской ссылки. Недаром же их именами названы улицы, да, и площадь даже Орджоникидзе. И общий водоворот событий в России в предпоследние годы Первой мировой войны, а именно 1916-1917 годы, которые привели к тектоническим социально-политическим изменениям. Там все основы перевернулись, да? Рухнули вековая монархия, сословный строй, на котором сообщество держалось, и остатки феодального землевладения, то есть последние куски помещиков, да, религиозный гнет. Все это оказалось за очень короткий срок сметено без остатка. Вот и Степан Васильев, выходя из нюрнбергской бедноты, прошел кардинально другой жизненный путь, вроде бы вразрез с обстоятельствами своего происхождения. В иных условиях, если бы всего этого не было бы, он был бы самое большее грамотным инородцем, например, учителем, писарем, может быть священником, либо зятем какого-либо зажиточного семейства, может торговцем, либо еще кем-нибудь. Но даже мелким служащим, например, клерком, да, на государственной, а тогда это царская служба, на государственной царской службе он не мог быть в силу сословных ограничений. Инородцы на государственную службу не принимали, запрещено было. В условиях гражданской войны, то есть общественно-политической катастрофы общества, Степан Васильев проявил себя в вооруженном установлении советской власти в Якутии, активно работал на руководящих постах в новом большевистском руководстве Якутии, затем вообще перешел, ну пусть и не добровольно, затем вообще перешел на союзный уровень и содействовал проведению политики индустриализации страны. А именно был, ну, если упрощенно сказать, да, в аппарате Орджоникидзе, да, хотя этот Орджоникидзе покончил самоубийством в феврале 1937 года, то есть, да, значит, заканчивая. Регламента. Да, вот последняя минута. Значит, вот так, да. В конце 1939 года, в возрасте примерно 43 лет, Степан Васильев был необоснованно обвинен в национализме и шпионаже в пользу Японии, и, как известно, погиб в октябре 1943 года в возрасте 47 лет. Будущее нам неизвестно, но если сохраняться Россия как основная страна бывшего Советского Союза и Якутия как целостный регион, и якутский народ, то имя Степана Васильева не будет забыто. Какие бы оценки ни получали судьбоносные события 20-30-х годов прошлого столетия. Спасибо за внимание. Спасибо, Петр Николаевич. Слово предоставляется председателю районного совета депутатов Намского Улуса района Винокурову Алексею Ивановичу. Пожалуйста. Президиум, Степан Васильевич Васильев, мероприятие өтіп хамнақ баратурынан әғаддатылынан мақталтылан тепетін бағарауыт намылығын ағау халғынатыттан юрини кентесілі сол намылығын депутаттарын общественнен оны туыс бәйім апыттан мұтырәйінен әғаддалыбын қауынлар. Мен қылғастық бәйім регламент олғырымын Максим Киревич Амосов, онына Степан Васильев қайда доғыр доспутын тұғына қылғастық білейін реком бағарауыт. В этом году, год столетия якутской автономии, мы глубоко вспоминаем и даем дань уважения нашим великим выдающимся сыновьям Максиму Амосову, Платону Юнскому, Степану Васильеву, Исидору Барахову, Степану Жакову и многим другим, которые стояли у истоков создания государственности Якутии. Они все молодые люди, самый юный разгар, самоотверженно боролись за советскую власть. Максим Кирович Амосов, уроженец Намского Улуса, с молодых лет собрал вокруг себя единомышленников, в том числе Степана Васильева. Степан Васильев и Максим Амосов познакомились в 1915 году, когда поступили в учительскую семинарию. Степан Васильев в своей автобиографии писал:
В ноябре 1915 года, спустя 3 месяца после приезда в Якутск, я вступил в нелегальный кружок якутской молодежи. Это был тайный ученический кружок выходцев из Вилюйского округа. В ту пору в стенах семинарии царил дух свободомыслия. Этот дух свободомыслия, жажда справедливости, были восприняты молодыми якутами у полицейных, которые жили в то время в Якутске. Именно политические, заброшенные этот суровый край царскими властями, разбудили сознание многих молодых людей, пишет Степан Васильев. В конце ноября 1916 года Максим Амосов, Степан Васильев, Степан Аржаков, Сидор Барахов и Платон Аюнский и другие вступили в подпольный кружок «Юный социал-демократ». Кружководцы вели активную работу по просвещению народа, выезжали в Улус с выступлениями, участвовали в конференциях. Советская власть, провозглашенная в Якутске в начале июля 1918 года, продержалась недолго. Почти все участники революционного движения, в том числе Максим Амосов, Степан Васильев, Сидор Барахов, Дора Жиркова и другие, были задержаны и сосланы в Иркутск. Они прошли первую закалку и достойно его выдержали. Друзья установили тесную связь с нелегальной большевистской организацией и стали активно участвовать в революционной работе местных коммунистов. Степан Васильев и Максим Амосов с первых дней революционной деятельности показали себя прекрасными ораторами. 18 июля 1920 года Максим Амосов и Степан Васильев вместе выступили на открытии клуба имени Карла Липкнехта в бывшем доме купца Кушнарева. На общем собрании молодежи и членов комсомола в здании кино Приютова вступительной речью выступил Степан Васильев о роли Карла Липкнехта в развитии коммунистического юношеского движения, а Максим Амосов выступил с докладом про интернационал молодежи. В феврале 1921 года Максим Амосов находился в Москве для участия в работе СИК. Выполняя указания 10-го съезда партии, направил Якутский губернский комитет партии телеграмму с предложением подготовить проведение массовых съездов, конференций женщин, молодежи и бедноты. Для подготовки кампании рекомендовал Степана Васильева. Таким образом, конференции бедноты в Атарантисте в Чурапче, где собралось 254 представителей бедноты и рывкомов, возглавил Степан Васильев. По инициативе была отправлена телеграмма приветствия Чурапчинской конференции бедноты Владимиру Ильичу Ленину. Текст написал Степан Васильев. Вариант приветствия вождя был написан Максимом Амосовым. Это приветствие вдохновило якутский народ, стало настоящим знаменем борьбы за укрепление власти самих трудящихся. Летом 1921 года Бюро Якутского обкома ВКПБ по предложению Максима Амосова приняло решение о направлении Степана Васильева в Коммунистический институт имени Якова Светлого. Позже были направлены и Семен Аржаков, и другие. Степан Васильев одним из первых закончил этот институт. О Максиме Амосове и Степане Васильеве много говорит воспоминания одного из первых комсомольцев в Якутии, делегата первого Всесоюзского учредительного съезда Советов Федора Мотовского. Стиль работы Максима Кирилловича был действительно партийный. Он никогда не давал нагоняев, не устраивал разносов, он спокойно разговаривал с человеком, незаметно втягивал в ее беседу. Получалось как, что собеседник находил путь исправления своих ошибок. Нельзя не вспомнить ту постоянность и доверительное дружеское отношение друг к другу. Вот почему нас тянуло старшим товарищам. Максим Амосов, Степан Васильев, Сидор Барахов, Платон Аюнский и другие, всех мы восприняли как одного человека, насколько они были неразделимы. Начав свою трудовую деятельность так ярко, вследствие Степан Васильев и Максим Амосов всегда уделяли особое внимание подготовке местных кадров, как и республики, и так и ее пределами. Степан Васильев, Максим Амосов никогда не прерывали связи между собой. Они много, честно, с выдающейся отдачей трудились во имя благосостояния советского народа и вследствие незаконных репрессий приняли смерть в стенках НКВД. Сегодня в Республике Саха осуществляются мечты первых революционеров Якутии, основателей государственности Максима Амосова и Сидора Барахова, Степана Васильева, Платона Юнского, Степана Аржакова, Михаила Мигаженского и их соратников о мечты, будущем, процветания и достойной жизни родного народа. И мы, сегодняшнее руководство,
общественность улусов Намского, Татинского, Нюрпинского, Верхневилюйского, Вилюйского улусов должны еще активнее сплотиться, реализовывать и планы развития во имя увековечивания славной памяти наших великих людей. Это наша миссия, это наш гражданский долг. Спасибо. Спасибо, Алексей Иванович. На связи Верхневилюйский улус Степан Васильев и Исидар Барахов. Слово первому заместителю главы Верхневилюйского улуса Михалеву Семену Анатольевичу. Пожалуйста, Семен Анатольевич. Игиллер, ага. Табастадан туран municipal rayón jahtatan atatan bile olaqtaqtarın atatan bege ken tuttam ki evet isider nigi paraveş malahab saratliga tabaraha Васильев Степан Васильевич Allah konferansiya bola turarınan içiraftı peditten ağaddelibet Nürba uluğun общественного жалtata eder çata bu manlık teraha kamsağına iki yılınlara ettüver hağalabıda komuyor behin koronavirüs virüselen o kamsağın uttan hitali üçü edip barbata diyen kaçaktar bolanlar kıyam barbata diyen biliniye kanalda ne oldu bunlar nürbalar bu ken tuttar bir doydul aktarın atın atatan bunda hay şüvey Rusya tahımna konferansiya büyütallar onlardan biri üyebilirler astanavat. Barahat ona bağlayıp ton bir bilü okurum canlara bağladı. Bir bana bilir bir kurduk revolüsyonuna hakalar hakayla barata guberniyya oli higar okuruktarga kaydan olur ora. Ondan bu okuruktar terilliyaktarı dendine hakayla uluslarından bağlara okuduk. Kuratlar atın administrativne teritorialne yedini sabıhıtınan Cukuskay kurat, Bilü kurat bağlara onna barata uluslarından hakalar olur battara. Okuduk Cukuskay'tan beterakallaka arka kanala suluha üyeha biliuluha onnahum taruluha bağlara ontakalin üyeha biliuluhuttan tusparaksan markaluha terilli bita bu markattan bu bilgin yurba oruyona bulan turar. Onun bu tohteni bir belirti yakın bağlamın bu isidar barahat onu bu Stepan bağlayıp o kendine düğür bir ulus bolarların biler can onunla bir örüske ulapıtların biler bekke besser can bu Respublika terillitigar bari bir ülke hanakilen bilelabittere. Bu manna Respublika'na teriyerge hanakadaka hamek jagaslara o Yunuskay bulatın o Yunuskay hübbehette hasta. Hamek jagaslara. Onta ederdere isidar barahab barahuwa hübbetiyet hasta. Ne oldu valla bu eder ıçaktar Hanaların köyünden onna hakan orotun tohugarden öydörün hanaların tümenler bir gülelabittere Bülelileriger o çıtağı eder çattar nürbat çattar emiye tehük yüz bolan hebeske bulağılıktağına onna bu bir respublika gusudastırına hanalarga bir gülelabittere okudaktaydı bu konferansiyaga ihillana hasta Mikhail Megizeskedyen onna bihi barı bilebet bıraktı Donskoydar bu barı emiye respublika Ulan havaltalarga tiye bir öge hana tiyenler bilelabitler. Okkum halaya çıtınan bu Stepan Vasilyevich Ülelil kemiger naha ustukken
Hüzbağısıllah'a ülelebete Vannete Yuri Stefanovic Kupriyanap Dakladgar Etille Naspadın Kudduk Oçotağı Troika Huta diyen barga Bu kini halayar kemiger Bir daha geheten Öler bakka, bakka Baratın eğedem naktik Website'lı bulan öydeten Herini toktatar üleli yibbata Kini kemiger Barabiler Kudduk Oçotağı Fitonofontap Artemiya öyle turulların kemete Ajas ustuk kenge Stefan Vasilyevich kihi bıhıtınan haka bıhıtınan atın hakalara ahınan kinilere karıstan naha üçügey hırdık öydü billah bu bilgin hakalarga kalmadı. Ondan bu kiniler kulun tutar hüdbe hettes çığılatıgar dayınca 900 bağız hılgar haka herin opkomun plyonomun urağından toratılıbıtların kenne ol kenne kalbit üst troika harazo hüdbe bir kehine taharanı targa den uraqtabıta vanda ikkan arçağınan ol urağın olokka killer bide ol ehigarıqtan bu o oçolarga bastanyana halaybıt haka çuluğu olattara ballara bu historia var çakça bu köndörer Stefan Vasilyevich Isidar Barakha Bulatona Yuskay Maxim Mosov bari bir ki kurduk beylerin norotların ahınan kahandağını manlık kara cayga cayını onur batoktora ütücün kelehettere bolar. O diyem biri bu Respublikavıt süs sılıgar. Hakalar bari bir ki kurduk tüm semmi döydərmit İktidar Barakha Bulatona Yuskay Maxim Mosov Stepan Vasilyev Stepan Arzakov attara bari tenge birge tutumlan attanar onna kineler hırdık kerestleri kineler ülelerin hağalar üleli tükenmek kelde ondan bari tenge bolunun haka halgıta haydar urdun haka respublikata grup var bolun den beyan Мактал Семен Анатольевич олох үтүө тылларын ихин билеген тылы беребин Степан Васильев, онна Степан Аржаков теңа бүлүү улугун депутаттарын хебетин председателегер Корякин Гаврил Семеновичка. Улахтабуллах научная конференция каттылахтара. Улахтабуллах президиум эхитне Степан Васильевич Тогора таратнига Степан Максимович Аржаков бит уйдулахтанаттан Орион Бахалаган Сергей Николаевич аттан депутаттарының аксысына аттан эти истен агаттабы. Отамин манна таглапун учылы Hüddan suri butum, olgun matta kulgas bireme futbol butun hin. Manna hüddan şuydek bari dağını ettiler. Eduard Fyodorovich dağını bu Aytekne Afanasyan'ın dağını. Benim diğer bar kollegalarım önüne ulut şuydek onunla doğuktan harcılıkta bunların İtalya'da ulut şuydek bu Stepan Vasilyevich olağın dağın tuğunan kine bu Respublika Gosdarstan'ın gıdıgar kıladın hüddan şuydar edilen diye kanada. Temen kılgastık, bu tuğun eter bullakıtına büyüğünü tuğa sıl torguti hemen tola şüdda şüddiyette belki bu bir Gosdarstan'ın olaqtağız olatır bugün bir tuğa bu tutamız. Ulağanlık etiyaklarında da ordu kutlar bu yükleyde hılga elbaqet eten jonga her jaga onları çatır böyle tebiyakıtına zaten. O da olsun bu bugün научная практика конференция докладын bu Степан Максимович Аржаков да Степан Васильевич Васильев биге хызлардан этилде оны төһүддах устук bu iki kihini tohtuk
Быға тутан кәпсиру, мен хана барытын бараларын, бұл бейескейіне бараларын бірге тутан әте қанада, торелі қана бұл кене бәті, эпоха бәті, өкенлерге енекі көңіті хар бүттені болуқтанды. Отаны бұл Степан Максим Саржаков күлі қолатығар әтедінен күнігер ауын, дұғачы ағыз сүйіз тауын тоғысыллаға түрі әбіт, әте күрдігі әтелдерін күрдік бағамы әдәддірі, революциялың о әтті ағын олырғын толыры көстер дейқанады. Оны да кенде манна бұл кәрексе білдіға ден бүлі училищетігер туаққа өренәрілер. Манна Степан Петипович Гоголев, Исидар Иванов Барахов, Муся Потапова, Саша Габусов, Степан Белёскин, Сергей Жирков, күрдік жоныр күтті үйге өренер. Дейқанады, манна бір кәрексе білдіға ден тибіребіға ұлы сақа жоны ұлы суға аскер кен тұтты. История келдер бір жоныр қолуыра кем бұл Семен Андреевичтің қорудап научителін береді, өксекілі өлөксі математиканы береді, оныдан бесеге бүлілер кен тұттар кейбір Сақа Нұрудыттан басқа көйлі героя Петр Сарватов краеведені береді, онына болғаны манна хамиедер бұл хаңа өрінден кірбір Максим Николаевич Жирков музыканы береді. Өтенді күрдік жоңғы өрінен тақсанлар бұл ететіләбі, индикатіләбі жондырым барып тұтыс бұтынан 1915 ұллаққа бұл Якутска семинария кәлін өрінелер, ұманна кәлінлер бұл Аммоға күтті, Степан Васильевич күтті, Михаил Ксымхонды Мегжайскай күтті, Дора Жирковыны күтті, манды тоқырдығынлар, білге өрінелер семинария, оныттар манды етігім Семен Анатольевич Петр күрді бүлі сүйінін олаттара бір коммуна оңсондар практически бір де оларындар манна үйренелдер деқанады, оны тұтыс бұтынан Емельян Ярославский социал-демократы күржоқтыра келін үйренелдер деқанады, оны тетіне революцияны көстерлер. Это мендіне тоқтауапын бір ендеке әппет товарық тілеттілер. Мана деқанады бұл олаттар практически бары Томноком берстәтін үйләветтірі, ол күрдігіт бастықынан тоғы Юнускай, 2 жыл хүлбет өт ұллақтан езілдер бараға, хүлбет өт ұллаққа алтағы кәріңі кеп бұл Степан Жирков, ол күнеттен Иван Николаевич Винокуров, онытон кем бұл хүлбет ұллаққа кем келер Степан Васильевич келер, онытон кем кенеттен бұл Амосов болады. Бұл күнер олықтыра практически бірге хайдады болды. Оны таманна кем доклад мен телеграмма таба, бұл бүгінгі доклад өпті бәр Степан Максим Саржаков уровды хүлбе туаққа нарком промышленности транспорт төлелерін туаққа үз советке 1904 жыллаққа съездетті вопросы корпетуя был Аржаков сет экил вопросынан о торговле промышленности ден тохтер доклад агар манна токене был алдан промышленный район булов тахтер манна доклад этер оннотон бу манна псих тун составын талалар бу манна тон 39 кейттен келген Аммосов Воюнска бараға Аржаков келелер оннотон манна Степан Максим Саржаков туха постоянное представительство Иван Николаевич Винокуров, цикл, тугнан олардан бесайтын олардан телеграммы дар, бебесулаха, распоряжение Дзержинского по постановлению ВСНХ предлагается Алданский прииски передать союзному тресту с балансом на 11 июля, обком с этим не соглашается и считается возможным передать балансом на 1 октября и по причинам, указанным в телеграмме ЯТРИ, и Совнарком поручает вам совместным пестуном вопрос поднять перед ЦК с категорическим предложением о передаче в октябре день. Телеграмма на это. Я хочу, что он манате эти люди будут Амосов, он Степан Васильевич, он Аржаков был алдан долута олоқтонағануға үддауылған оруллақта дентін әйттілер. Дені қатылағаппын. Оны томанны мені текін бары он бұл докторға бейесі үсіллағыда бұл бүлі хүнін орын севеттері боламыд Степан Максим Аржаков 1916 жыллаққа
Бүлі оқырға кәдәр себеске бұлаға олақтыр, оны мұнна 2 төқтөріен қолын тұтарға оны 5 егер хебетті депутаттар хебеттертерер. Ол дататын туғанан бір туаққа үстілағыда бүліге тәжістен бұнағын оғын бұпытатақ бұл 5 ұлысқа миріне нүрбі үйәр бүлі ұлыстарғар бейге республиканская мероприятие оңынан тұрандақ бұдығынаттан бейгетіне нүрбі кәлемет Александр Гаврилович Габышев юбилейр кәлеметіне ұлған көпсети бұл бұта бейгер бұл олаттар бұдың белге тұтам бұл 5 бүлі хүнін олаттыра болаларын себестен бейгі нүрбі үйәр бүлі Хебеттері бірге болу қарынден, бұл дөмітуметі тегеден. Онтан бұйыл біге бұл туаққа хаңдел кәнеттен 5 бұл біге кен тұтар олатыр бұтын бір дойдылақтыра бұл тақта, нам, нүрба, үйәр бүлі хебеттері боламыд бұйылғы бұл туаққа юбилейге күтті. Оңыстан күттіған тұрамыд бұл туаққа 5 егер Мохов юбилейттен сағаламыд бейетінде бары делегациялар, оннаттан хыдихабыд туаққа бары бейді болуын әтібәстен масылар доқтақ көттен бейгі бұландарын орабыд, оннаттан бұлына бейгі туақпыды бүлі олаттар бұтазын бұл ұлыстар кейіндерігер аттарын ұлыстарын аттықы қадем бар, онтан бейіға Омойоғын бұл Степан Васильевич Васильев ұлыстатығы ғына олаттар бұта бардығыр бар, онтан бейгі бұл тұғытораты көттен Уру киллерин тура бут медиага онуттан механа артым бу быйылгы жылга бул батакны этки жылга таңа улуса тагыстагана бигетине артбек бутен этебит онуттан биге бу мусусата хагалан бут бу тока старшеклассниктерге онна биге үйрөк кылдырып алдар уланнан онлайнда болар тугуна видеоконференция бу бес биге утоп учулу болот тугуна историятын тугуна выпускниктерге, студенттерге кепсиятаа биттен цел турурна айтабыт. Онтан мин ханабар бу толуга, онтан мин бу биреме кылгана университеттен бардым кейне терке ок, онтан барыгытер барга мактан болдун бу конференция терияшилерге, онтан бу быйылгы юбилей өсөкүстак бирге, онна birge tüpsemitmen görüşmek dönüşü daha şu diyette men hanavartan birge büyük tuğunan seviyestemit bu bir olatlar buradan birge tutamit birge atamit birge holba bir büyüğünü var bulaşpıt halayasın bitte birge bolun birge tüpsemit yübüley birge karın sakan orta sargıta salınının öne köreyden etti. Мактал, Владимир Семенович. Мактал. Максим Амосов и Сидор Барахов, Степан Васильев неоднократно отмечали огромное значение освоения золотых месторождений Алдана для развития экономики и транспорта Якутии. Пожалуйста, слово предоставляется Сорокиной Валентине Афанасьевне, заместителю директора Алданского политехникума. Дорогой Тёкинин, приветствую вас от имени жителей Алданского района, от имени коллектива Алданского политехнического техникума. Следующий слайд. Я сама родом из села Нюрбачан, Нюрбинского района. И после окончания, следующий слайд, после окончания Белгородского педагогического института была направлена на Якутию Золотой Алдан. И очень была рада о том, что здесь, в Алданском районе, все знают о моем земляке Степане Васильеве. Не зря в поселке Ленинский Алданского района был клуб именем Степана Васильева. Следующий слайд. Также в Алданском историко-краеведческом музее и Центральной библиотеке имени Некрасова мы часто проводим выставки книг, выставки стендов о нашем земляке Степане Васильеве. А в нашем Алданском политехническом техникуме мы проводим открытые уроки, научно-практические конференции, часы общения, посвященные именно Степану Васильеву. Каждая молодежь поэтому знает, что в 1921-25 годы Степан Васильев учился в Москве, и в те время он был уже в числе тех, кто написал докладную записку Сталину по вопросам дорожного строительства Якутской Республики и создания треста «Якут-Золото». И именно его требование признать необходимость соединения Якутии с Амурской железной дорогой
отпустить средства по постройке колесного пути Якутск-Амур, признать Алданский район частью Якутии, организовать трест, дать указания Дальневосточному обкому прекратить свои притязания на Алдан, являются до сих пор актуальными. После этого письма к нам прибыл уже в Алдан первые машины. Алдан остался у нас в составе Якутии. В апреле 1926 года, когда по предложению Максима Кирилловича Мусова Васильев был направлен длительной командировкой в Алдан для подготовки материалов организации треста золотодобывающей промышленности. А в год десятилетия, следующий слайд, у нас поселок назывался Незаметный. Когда уже город образовался, приезжал уже Степан Васильев и приезжал Незаметный, ознакомился с работой Ларинской базы, о котором мы сегодня говорили. Он изучал, как же работают наши горняки, жилбыт условия. Следующий слайд. И видел, в каких же условиях работают старатели нашего Алданского района. Следующий слайд. И потом было написано уже второе письмо Сталина о положении дел в самом Алдане. В этом письме он подробно описал вопросы механизации Алдана, организации старательских работ, золотозакупки, организации труда и быта рабочих. И там же он говорит, что в Алдане очень плохие условия, что старатели живут плохо, что многие болеют, горняки, надо создать жилищно-бытовые условия. Следующий слайд. Также надо соединить у нас дорогу, не только открыть дорожный транспорт, все равно надо развивать, он говорит. Следующий слайд. Участник установления советской власти, делегат партийной организации, он является и делегатом партийной организации. Следующий слайд. Наша молодежь знает, что он был арестован, необоснованно обвинен как один из создателей и руководитель Центральной якутской организации. Следующий слайд. Но его слова, которые... И он погиб в лагере политзаключенных Коми СССР в 1943 году. Следующий слайд. Его слова до сих пор являются актуальными. Надо, чтобы жизнь Якутии была радостной, веселой, счастливой, богатой жизнью. Следующий слайд. Поэтому, исполняя это желание, у нас развивается дорога, не только автомобильная дорога, но еще и железнодорожная дорога, которая сначала прибыла до города Алдана, а сейчас уже до Нижнего Бестяка, скоро надеемся, что дойдет до города Якутска. Следующий слайд. Про развитие золотопромышленного района, золотодобывающей промышленности он говорил очень много. У нас до сих пор расцветают такие предприятия, как Полис Алдан Золото, процветает ПАО, публичное акционерное общество Золото Селигдара. Следующее. Также у нас в Алданском районе имеется центр подготовки лыжников, куда приезжают и российские чемпионы. Еще в те времена, когда он учился в Москве, он говорил, что надо развивать и жилищно-бытовые условия нашего Алданского района. И вот развивается наш район, проводится здесь и мероприятия и улусного масштаба, районного масштаба, и Сехоломха тоже проводился в нашем Алданском районе. Следующий слайд. Также мы говорили, что в Алданском районе имеются такие учебные заведения. Одним из них является Алданский политехнический техникум, где я работаю, и где обучаются студенты из 30 улусов нашей республики Саха-Якутия. И среди них есть наши земляки. Очень хорошо, что из Нюрбинского района мы по договору в прошлом году у нас выпускался 25 студентов по профессии машинист на открытых горных работах. Мы готовим такие специальности, как техническое обслуживание и электрическое, электромеханическое оборудование, специалистов, горняков и обогащение полезных ископаемых. Работаем по проекту «Сельская молодежь к промышленности». Следующий слайд. Якутяне никогда не забудут Степана Васильева за самоотверженность, за преданность делу, народу, принципиальность, честность, доброту, стойкость и мужество. Следующий слайд. Выдающийся сын якутского народа Степан Васильев, его яркая многогранная деятельность, его заветные мечты о светлом будущем Родины навсегда останутся ярким примером для всех нас и для грядущих поколений.
Сарсыны күңіт садабылла, келер күңіт кәскілләқ болын. Спасибо, Валентина Афанасьевна, за очень оптимистичное выступление. И сейчас разрешите предоставить слово Семенову Юрию Ивановичу, заведующему библиотеки архива первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева, Николаев-Центр. Здравствуйте, дорогие товарищи, друзья. Мы сегодня отмечаем славный юбилей выдающегося сына. Сегодня много сказали о его великом деле, труде и жизни. Но мне бы хотелось, чтобы и в будущем таких конференциях обсуждалось и будущее республики. Архимед, великий математик древнегреческий, которым знают во всем мире, сказал в свое время: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Так вот, наши выдающиеся отцы республики – это та опора, на которой сегодня мы стоим. И мы сегодня должны задаться вопросами, достойны ли мы их имен, их жизни, их той огромной деятельности, которая была возложена в алтарь процветания родной республики. Это первое. Второе, на чем бы, возможно, хотелось остановиться, это развитие нашей республики, развитие золотой промышленности, вообще горного и обогатительного дела, в том числе в Нюрбинском районе. Очень хорошо, что эта конференция проходит в сердце нашей республики, но она, наверное, посвящена, чтобы охватить большое, так скажем, население, большой круг людей, но хотелось, чтобы в будущем она всегда была связана именно с Нюрбинским районом или с Алданским районом. Должна быть традиция, культура, только тогда народы имеют право жизнь и развитие. Посмотрите, Китай, древняя цивилизация, почему живет и развивается по сей день? Потому что есть традиции, культура, труда, уважение к предкам и так далее. А у нас есть традиции? Есть, но они немножко другие. И они легко забываются. Каждый меняет их по-своему. Приходит один, говорит, я сделал и так далее, и так далее. Традиция насколько крепка, настолько она сидит здесь. И пусть будет заложена традиция, что ежегодно в день рождения, либо в день республики мы вспоминаем не только его жизненный путь, но и закладываем развитие будущей республики. Думаем, что мы должны сделать, чтобы быть достойны жизни подобных людей. И последнее. Очень большой путь был динамичный сделан за 100 лет. За 100 лет я немножко с волнением, трепетом души вижу, как мы отмечаем этот праздник. Алексей Алексеевич Кулаковский скажет: в Якутии больных, хромых, кривых больше, чем грамотных людей. За 100 лет мы сделали огромный рывок от жизни в Хотоне, практически с коровами, до таких каменных современных зданий, когда нас слушает и Москва, имеем свою академию, университет, медицинские центры. В истории мировой цивилизации подобной истории не было. И в том числе благодаря государственности, как форма организации деятельности человека. И реальной государственности в эпоху нашего первого президента республики, когда именно чаяние наших отцов-основателей, земли, богатства, недра, воздушное пространство, леса и водные ресурсы принадлежали республике Саха-Якутия. Была принята Конституция республики, закон и федеративный договор. И сегодня мы должны в наших правовых нормах осуществлять это, стать частью неделимой великой нашей России и умом, и талантом, и усердным трудом, и еще раз трудом. Мы очень плохо работаем, товарищи, мы очень ленивые. Что ни говори, особенно мое поколение, вы меня простите, извините, только в Амгинском районе 8 тысяч гектаров земли используется только 1500, а остальное зараженное сорняком стоит. Сегодня мы видим, как растет цена и многое другое. Мы не заботимся об этих вопросах. Эти вопросы тоже надо ставить. Ибо тот огромный путь, который был сделан всего лишь за 100 лет, мы можем
ну, грубо скажу, похерить за очень быстрое время. Так что в таких конференциях хочется обсуждать не только воспоминания, но и будущее, ибо они есть огромный оплот, фундамент того, что есть сегодня у нас. Спасибо большое, успехов и большое спасибо за то, что дали слово. Спасибо, Юрий Иванович, за очень яркое эмоциональное выступление. Конечно, вы правы, проблемы тоже должны здесь озвучиваться, и будущее Якутии должно быть светлым. И сейчас я хочу предоставить слово главе Бордонского наслега, родного наслега Степана Васильевича Васильева, Ушканову Леониду Владимировичу. В Малыкае, в родном наслеге Степана Васильева, проводится большая работа по увековечению его имени. Степан Васильев, Лютен Хаддатар, атын үететер, манны кулахан олталах, тәрәхін, тәрелі бітінен, юрбол ұғын, бордоңын нәхелеген ұлықтақтырын аттарыттан, онна тұс бәймапыттан, барға мақтал тылдарын тіредербін көңілі. Себет қылғастығы тобары ғалайды бұд, әлбәқті әйтті, оны тобиптәк әйтші болын бұғылақ, оны бұл қылғастық бұлырын, именно юбилейні ғылығар, бұл Степан бағалайып түрәбіт нәхелегер, Тоғуля была сподобная кепсен выступлением Нучалы. Так, приветствую участников конференции от имени всех земляков Степана Васильева. Тема моего выступления будет коротко о проделанной работе в прошлом году в родном селе Степана Васильева. Наиболее значимым юбилейным мероприятием для нас стала марафон-экспедиция Тюленяв-Сюрафтер, посвященная 125-летию Степана Васильева, 100-летию Якутской ССР и 100-летию комсомола Якутии. Марафон стартовал 25 марта из родного урочища Тоян-Уя. Затем была устроена экскурсия в музей имени Степана Васильева, концерт, митинг в сквере революционеров села Малыкай. Главными участниками экспедиции стали молодежь района. Пользуясь случаем, хочу еще раз передать слова искренней благодарности руководству района, которое поддержало нашу идею о проведении марафона. Далее экспедиция побывала на малой родине друзей соратников нашего земляка Сидора Барахова, Степана Ржакова и Максима Амосова. Всего марафон охватил 3 района. К сожалению, из-за вспышки ковида экспедиция не смогла побывать в Татинском районе, где родился Платон Аюнский. Марафон финишировал 29 марта в Якутске, где был проведен торжественный митинг у памятника Степана Васильева. В ходе экспедиции была поддержана идея присвоения имени Степана Васильева одной из улиц города Вилюйск. Также было решено, что марафон станет традиционным в юбилейные года этих государственных деятелей. В октябре в урочище Тоянуя завершились работы по благоустройству усадьбы Степана Васильева. Там были установлены бюст, информационные стенды, обустроены зона отдыха и огорожена территория. Одновременно на границе Бордонского и Мальжигарского наслегов на высоком берегу речки был установлен информационный баннер о Степане Васильеве и его соратнике Михаиле Мегажевском. Мы ежегодно вручаем премии имени Степана Васильева лучшим студентам и выпускникам местной школы. В юбилейном году лауреатами стали студент Станислав Гуляев и Вадим Николаев, поступивший в дипломатическую академию Министерства иностранных дел России. Весной был проведен региональный форум педагогов мужчин, который также был посвящен 125-летию Степана Васильева. Особенно нас порадовало в юбилейный год было принято окончательное решение о передаче в государственную собственность конезавода имени Степана Васильева. Также состоялось открытие нового каменного здания детской школы искусств.
которая получила пустовой статус для 4 ночлегов и равного которому сложно найти даже в райцентрах. В следующем году мы должны отметить 125-летие другого выдающегося государственного политического деятеля из Бордонского наследия, Михаила Васильевича Мегажецкого. Они со Степаном Васильевым родились в соседних урочищах и всю жизнь были друзьями. Надеемся, что руководство республики включит эту дату в ежегодный план юбилейных мероприятий. Спасибо за внимание. Спасибо, Леонид Владимирович. И для представления и принятия проекта резолюции нашей конференции на трибуну приглашается Чемыров Прокопий Егорович, представитель Нюрбинского района. Пожалуйста. В год столетия образования Якутской АССР на нас возлагается большая ответственность. Продолжение дел великих сынов Якутии, стоявших у истоков развития нашей республики. Придавая большое значение деятельности Степана Васильевича Васильева, внесшего неоценимый вклад в становление и развитие государственности Якутской АССР, развитие золотодобывающей и тяжелой промышленности страны, а также развитие профсоюзного движения в СССР, учитывая выдающуюся роль государственных деятелей Якутии Максима Кировича Амосова, Платона Алексеевича Юнского, Степана Васильевича Васильева, Исидора Никифоровича Барахова, Степана Максимовича Аржакова, являющихся ядром передового отряда большевиков Якутии. Участники конференции рекомендуют правительству Республики Саха-Якутия проводить активную работу по широкой пропаганде роли представителей государственных деятелей Якутии через средства массовой информации, деятельность образовательных учреждений и учреждений культуры. Внедрить практику проведения юбилейных мероприятий государственных и политических деятелей во всех муниципальных районах Республики Саха-Якутия, широко освещать их роль в становлении и развитии государственности Якутии. Учитывая роль Степана Васильевича Васильева в развитии золотодобывающей промышленности страны, присвоит имя Степана Васильевича Васильева государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Республики Саха-Якутия Алданский политехнический техникум. Отметить положительную роль государственных и муниципальных музеев в освещении исторических событий, становлении и развитии государственности Якутии, вклад музеев в дело патриотического воспитания подрастающего поколения, молодежи и всего населения, ученому сообществу Республики Саха-Якутия, провести работу по изучению неизвестных страниц деятельности, биографии и фактов государственных деятелей по документам, хранящимся в архивах страны. Национальному архиву Республики Саха-Якутия продолжить работу по выявлению документов о жизни и деятельности видных государственных и политических деятелей Якутии. Организаторам конференции подготовить и выпустить брошюру по основным докладам конференции. Участники конференции выражают уверенность, что настоящие рекомендации найдут поддержку и у общественности республики. Работа по изучению роли первого поколения государственных деятелей Якутии и их значения, увековечения их памяти будет активно проводиться среди широких кругов населения. Спасибо. Спасибо. Предлагаю принять за основу данный проект резолюции нашей конференции. Думаю, все согласны, да? Спасибо. И, наконец, слово для заключения предоставляется Старостину Афанасию Ивановичу, заместителю руководителя департамента по местному самоуправлению Республики Саха-Якутия. Пожалуйста. Конференция кытылахтара. Онтон бу төһөдана халайдар бу тиетибит химбир бу коронавирус кемигер хүддах бу үчөйдик хере-херекат атакка тепсе олоромут көсүп ол түмүгө болгон диеппин багарабын бу исаңалча бөллетибит хүддә интерене хүддә бет хергах выступлениялар иттибит онон баргаттыгын бу. Конечно, бу резолюцияны бейге правительство титтен даганы Илдархан онна правительство жалпатын титтен бебит үлага ылыхпыт бу Степан Васильевич Орулун имбир бу хүй саллага
мероприятияларга кыттайбастамит hem bir üle barıga diyen bige erelahbet ondan iken erenlerebet. Ondan bu konferensiya ıtıllar birimetiger ıtıllar ideyeten bu nürba oluğa administrasiyata ilan hağalan bu tenge hülen köten ordu bud hin tabılına diyen etiyapın bağırabın. Onun eyeha kelen kıtıgar barga maqtabın jedden benim aptından bu Sakar Respublikasının ildarxanan ona правительстводан аттан эме барга макталдыларын әтемен. Онтон бири багырымда дөрөй болуң, жаллап болуң, онна бары bir hanandan bir ideyandan taralmıt indike köngü sıcan ülege kayın kamna kayın törevit haga respublikada haytara turargar össe bidde össe küstettek olsan bары tenge ülege kayın maktal